Михаил Викторович, министры, руководители министерств, ведомств, члены комитетов, главы муниципальных образований 13 и член общественного совета Министерства Дальнего Востока и развития Арктики Российской Федерации Асаева Татьяна Николаевна, члены общественного совета по вопросам арктической зоны Российской Федерации Министерства Дальнего Востока и развития Арктики Кугаевский Александр Андреевич, Марфусалова Августа Дмитриевна. Они обязательно доведут, я надеюсь, то, что мы сегодня говорим до, значит, министерства, которое будет отвечает за те вопросы, которые, озвучиваться будут сегодня по вопросам обеспечения населения продовольствием. Слово предоставляется с докладом. Так, сразу, значит, определим регламент работы. Доклад до 15 минут, доклад до 7 минут. У нас 2 доклада, выступления до 5 минут, вопросы-ответы до 3 минут, обсуждение проекта решения до 5 минут, подведение итогов. Значит, вам слово, Михаил Викторович. Так, слайд поставьте, пожалуйста. Так, уважаемый Виктор Николаевич, Елена Христофоровна, уважаемые народные депутаты, уважаемые участники расширенного заседания Постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Южной Арктики. Позвольте вам представить доклад об обеспечении населения продовольствием в арктической зоне Республики Саха-Якутия. В организации данной работы правительство Республики руководствуется постановлением от 27 декабря 2012 года под номером 604 о мерах по совершенствованию системы обеспечения продовольственными товарами труднодоступных отдаленных населенных пунктов Республики Саха-Якутия, принятому в соответствии с законом Республики Саха-Якутия от 19 июня 2008 года, значит, под номером 565-З о перечне товаров и услуг, централизованные поставки, оказания которых необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завода грузов. И от 20 февраля 2004 года под номером 119-З об особом режиме завоза грузов в арктический ввоз Республики Саха-Якутия. Данным постановлением утверждены, значит, перечень социально значимых продовольственных товаров, перечень расширенного ассортимента социально значимых продовольственных товаров, перечень населенных пунктов Республики Саха-Якутия, обеспечиваемых социально значимыми продовольственными товарами с государственной поддержкой, организационная схема завоза и реализации товаров и схема вывоза местной промысловой продукции из арктических улусов всеми видами транспорта. Перечень социально значимых товаров включает в себя 12 основных наименований товара, вы видите на слайде. Следующий перечень расширенного ассортимента социально значимых продовольственных товаров включает в себя 8 наименований, тоже вы видите на слайде. Перечень населенных пунктов Республики Саха-Якутия, обеспечиваемых социально значимыми продовольственными товарами господдержкой, включает в себя 268 труднодоступных населенных пунктов, расположенных в 33 улусах республики. Но на сегодняшний день разговор пойдет касательно обеспечения части из них, а именно населенных пунктов улусов, входящих в арктическую зону Республики Саха-Якутия. В перечень районов, входящих в состав арктической зоны Российской Федерации, в соответствии с указом президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года под номером 296 о сухопутных территориях арктической зоны Российской Федерации, с 2018 года входят 13 улусов, значит, республики. Все они вот на слайде вам видны. В соответствии с распоряжением главы Республики Саха-Якутия 22 июня текущего года под номером 253-РГ в целях выработки предложений по решению вопросов по обеспечению населения отдаленных регионов арктической зоны Российской Федерации с ограниченными сроками завоза грузов жизнеобеспечивающими товарами под руководством первого заместителя председателя правительства Алексея Засимовича Колодезникова была сформирована рабочая группа. Группой проанализированы перечни социально значимых продовольственных товаров,
Высчитан объем потребностей арктических районов Республики Саха-Якутия, рассчитан расход на завоз всего объема СЗПТ. В соответствии с приказом Минфина России от 15 ноября 2019 года под номером 1032, Республика Саха-Якутия в 2020 году не имеет права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных к полномочиям субъектов Российской Федерации. Также, согласно информации Министерства финансов Республики Саха-Якутия, предоставление из федерального бюджета целевых субсидий, бюджетных кредитов из федерального бюджета субъекта Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для последующего оказания финансовой помощи юридическим лицам, осуществляющим завоз жизнеобеспечивающих грузов в виде субсидий, связанных с компенсацией процентов по привлеченным на завоз кредитам, субсидий на возмещение транспортных расходов, а также бюджетных кредитов, несет риски принятия Минфином РФ решения об изменении методики распределения дотаций в части пересмотра коэффициента транспортной доступности. Поступившим на согласование письмом Минвостокразвития России от 16 ноября текущего года о проекте единого плана мероприятий по реализации основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации на период до 2035 года учтены предложения правительства Республики Саха-Якутия, направленные письмом от 30 июля текущего года в части разработки механизма господдержки Северного завода. В том числе пунктом 45 предусмотрено мероприятие разработка механизма государственной поддержки завоза в населенные пункты, расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров со сроком исполнения третий квартал 2021 года. В целях мониторинга и принятия решения о развитии системы господдержки завоза продовольствия в населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации Минвостокразвития России направлен запрос от 13 ноября текущего года. В ответ нами, правительством республики, направлена информация о розничных ценах в разрезе арктических районов письмом от 30 ноября 2020 года. В соответствии с анализом, проведенной рабочей группой, установлено, что завоз, осуществляемый государственными предприятиями, составляет лишь 10,2% от объема потребления, установленных законом республики от 5 декабря 2013 года о потребительской корзине Республики Саха-Якутия и 9,3% от рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. Остальные 89,8%, то есть 43 378 тонн, как мы считаем, завозятся силами субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем завоза СЗПТ определяет ценообразование только продуктов длительного хранения. Ценообразование остального объема товаров устанавливается на рыночной основе ввиду незначительного объема завоза государственной поддержки. Кроме того, согласно постановлению правительства от 21 апреля 2016 года под номером 121 и постановлению правительства Республики от 27 декабря 2012 года под номером 604, был исключен перечень основных непродовольственных товаров. Указом главы от Республики от 23 марта 2019 года под номером 440 внесены изменения в положение о Минсельхозе и его коллегии, где полномочия по поводу обеспечения социально значимым продовольственными товарами для нужд республики переданы Министерству сельского хозяйства от Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день обеспечением арктических районов Республики Саха-Якутия продовольственными товарами по госзаданию занимается акционерное общество Якутапторг и акционерное общество Туйман-Агроснав, подведомственное Министерству сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. В настоящее время завершается процесс объединения двух названных предприятий в исполнении поручения главы от 18 февраля 2019 года по формированию единой корпоративной структуры хозяйственных обществ Якутапторг и Туйман-Агроснав. Конечная цель объединения предприятий – это оптимизация схемы поставок социально значимых продовольственных товаров и сельхозпродукции для нужд бюджетных учреждений и населения отдаленных труднодоступных населенных пунктов с ограниченной транспортной доступностью путем максимального перевода доставки автомобильным транспортом в зимний период на водный транспорт, период навигации.
В свою очередь, это должно повлиять снижением реализационных цен для населения арктических и северных районов республики. На сегодня мы уже можем выделить положительные моменты как результат принятого решения об объединении. Первое. Изменена логистика завоза социально значимых продовольственных товаров с учетом наличия собственных судов АО «Туймаадагроснаб», что позволило Якутторгу снизить реализационные цены на социально значимые продовольственные товары от 3 до 20%. На слайде можно увидеть примеры снижения на примере Абыйского филиала Якутторга. Сахар-песок в 2019 году стоил 104,53 рубля за 1 килограмм, в 2020 году уже стоит 76,5 рублей. Снижение минус 26,8%. Масло растительное 145,47 рублей бутылка в 2019 году, на сегодня 115,7 рублей в 2020 году, снижение 29,9%. Макаронные изделия в ассортименте 87,95 в 2019 году, сегодня 45 рублей за килограмм в 2020 году, снижение 48,8%. И подобная картина по ряду других наименований в каждом районе. В 2021 году будет произведен максимальный переход автомобильного транспорта на водный транспорт, благодаря чему произойдет оптимизация расходов по доставке СЗПТ и продуктов сельхозназначения, а также экономия субсидий на возмещение транспортных расходов. Для достижения данной цели расширен собственный флот путем приобретения судна СТК-1012 с грузоподъемностью 1500 тонн. Второе. Сформировано собственное многофункциональное автотранспортное подразделение на 14 единиц грузовой и специализированной техники. Третье. В целях развития оптовой и розничной торговли акционерного общества Якутторг усовершенствована закупочная работа с производителями СЗПТ из центральных регионов России, по итогам которой себестоимость реализованной продукции, закупленной в 2020 году, снизилась на 27 миллионов рублей. Сформирована собственно оптово-розничная сеть в городе Якутске и в поселке Нижний Бестях. Организован оптово-распределительный центр в поселке Нижний Бестях с целью разгрузки, хранения, переработки и подготовки к последующей транспортировке в арктические районы СЗПТ, доставляемых железнодорожным транспортом на станцию Нижний Бестях. Строительство собственного оптово-распределительного центра повлечет ежегодную экономию средств в размере не менее 11 миллионов рублей, ранее направлявшихся Якутторгом на аренду складов в поселке Нижний Бестях и погрузочно-разгрузочной работы. На сегодняшний день ОРЦ в поселке Нижний Бестях располагает следующими объектами. Первое. Холодные склады для хранения социально значимых продовольственных товаров общей площадью 2205 квадратных метров. Теплый склад площадью 500 квадратных метров. Помещение торговли площадью 288 квадратных метров. Цех по фасовке сахара, контрольно-пропускной пункт. В-четвертых, проведена реконструкция овощехранилища вместимостью 5000 тонн. И это лишь часть положительных результатов на фоне постоянного изменения закупочных цен. Во избежание социального взрыва среди населения Якутторг осуществляется работа по сдерживанию роста реализованных цен на продовольственные товары в арктических районах республики путем снижения собственной торговой надбавки. Объемы завоза сельхозпродукции, картофеля и овощей ежегодно утверждаются распоряжением правительства республики и завозятся в арктические северные лусы 3 видами транспорта. Водным транспортом, это в навигацию, автомобильным, по автоземнику, и авиационным. Транспортировка картофеля и овощей водным автомобильным видами транспорта осуществляется обществом самостоятельно собственными транспортными средствами. Перевозка по воде производится на судах-рефрижераторах Магдебург и Михаил Мальчиков, стоящих на балансе общества. Туймаадагроснаб после прохождения отбора, инициируемого Министерством сельского хозяйства республики, получает субсидии на финансовое обеспечение части затрат по перевозке сельскохозяйственной и промысловой продукции в целях реализации подпрограммы системы заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции государственной программы Республики Саха-Якутия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы, утвержденный указом главы республики. Из государственного бюджета на бюджет республики предоставляется субсидии по следующим направлениям. Субсидия на финансовое обеспечение части затрат по внеулусной перевозке сельскохозяйственной и промысловой продукции, кормов, семенного материала. Размер субсидии составил 120,5 миллионов рублей. Из них
22,7 миллионов на частичное возмещение расходов по вывозу картофеля из Алепинского и Хангаласского районов, 31,4 частичное возмещение расходов по заводу сельхозпродукции в Арктический район водным транспортом, значит 30,6 миллионов рублей частичное возмещение транспортных расходов по вывозу промысловой рыбы водным транспортом, 35,9 частичное возмещение транспортных расходов по завозу сельхозпродукции авиатранспортом. Если Туймада Краснап осуществляет поставку картофеля и овощей вышеназванного ВУЗа, то Якутаторг на сегодня является единственным предприятием, способным осуществлять годовой завоз социально значимых продовольственных товаров практически северные районы, а также в труднодоступные населенные пункты Республики Саха-Якутия. С 2018 года объемы завоза СЗПТ по линии Якутаторг всеми видами транспорта возрастают. В 2018 году завезено, значит, 6779,8 тонн при объеме субсидий 211 миллионов 537 тысяч рублей. В 2019 году 9328 тонн, объем субсидий 214,743 тысячи рублей. И в 2020 году 12196,8 тонн при объеме субсидий 215 миллионов 279 тысяч рублей. Основную долю завода составляет мука 9611 тонн, СЗПТ 2265 тонн и расширенный перечень СЗПТ 321 тонн. В соответствии с постановлением правительства республики от 7 марта 1995 года Якутаторг является регулируемым предприятием в части определения и установления предельных оптовых и розничных торговых надбавок, так как входит в перечень торговых организаций, которые осуществляют реализацию товаров в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов. Перед обществом сегодня поставлена задача по снижению цен на продовольственные товары в северных и арктических районах республики. Для выполнения поставленной задачи общество применяет гибкую ценовую политику на СЗПТ в пределах, установленных приказом Государственного комитета по ценовой политике от 12 апреля 2018 года под номером 11 о торговых надбавках. Утвержденные предельные оптовые и розничные торговые надбавки и наценки сохраняются на протяжении 18-20 годов. Их соблюдение и применение ежегодно контролируется, проверяется Государственным комитетом по ценовой политике. Для обеспечения завоза предприятиям ежегодно привлекаются бюджетные кредиты и коммерческий кредит под госгарантию Республики Саха-Якутия. Также в бюджете республики предусматривается субсидии на возмещение транспортных затрат на завоз СЗПТ. Проведением отбора получателей субсидий занимается Министерство сельского хозяйства согласно приказа от 13 ноября 2019 года под номером 808. По действующему механизму субсидирования транспортных затрат АО «Туймада Краснап» и АО «Якутаторг» ежегодно предусматривается сумма государственной поддержки. В 2019 году она составила 358 миллионов рублей. В 2020 году по результатам отбора предприятия получили субсидии на сумму 350 миллионов рублей. В том числе... Так, у меня осталось минут еще. Давайте 3 минуты еще. Ну, здесь у меня получается, значит, давайте я тогда все вот эти... Говоришь. Да, я сейчас как раз к этому и подхожу. Да, я как раз и подхожу к текущему моменту. Да, давайте. Так, то, что это проходит, да. Давайте, значит, то, что у нас вот субсидии, я сказал, значит, в Анабарском районе завоз социально значимых продовольственных товаров у нас осуществляется муниципальным многопрофильным гуманитарным предприятием имени Николая Егоровича Андросова. Значит, уже последние 3 года этот завоз производится, и, в принципе, там особых проблем на сегодняшний день нет. Вкратце я хотел бы ознакомить ситуацию, возникшую в декабре текущего года. Как уже было сказано, завоз в Арктическом районе происходит круглосуточно, круглогодично, значит, ежегодно выделяются субсидии для возмещения транспортных, значит, расходов. Завоз расширенного ассортимента продовольственных товаров осуществляется авиационным транспортом только до улусных центров арктических улусов республики. Сроки поставок в зимний период 2020 года затянулись, конечно, с учетом климатических условий текущего года, неподготовленности и поздним открытием автозимников. Ну и в арктических районах у нас погодные условия тоже имели место быть. Значит, и продолжительные ветра с порывами, значит, и поздние для достав, и так далее.
В зимний период 2020 года в село Таймылыр было, значит, 2020 года доставлено 39 тонн социально значимых продовольственных товаров, в том числе 18 тонн муки. При имеющемся остатке на месте 15 тонн, в том числе муки 7 тонн. Согласно скорректированной годовой заявке администрации сельского поселения Тимитинский национальный совет. Отдельными улусами был поставлен вопрос о формировании так называемых зеленых рейсов. Подобная практика стыковочных рейсов вертолетом из районных центров до наследов променялась только в предыдущие 2 года и осуществлялась за счет дополнительного финансирования из бюджетных средств, либо за счет экономии прочих транспортных расходов. Из-за увеличения объемов завоза экономии на транспортных расходах в текущем году не произошло. Надо признать, что в 2020 году в навигацию был завезен двойной объем социально значимых продовольственных товаров с целью обеспечения должного уровня запасов ЦЗПТ в районах. В 2019 году в навигацию ушло всего 1342 тонны СЗПТ. Обратите на это внимание. В 2020 году 5024 тонны. Даже в тройном объеме. Данный объем оказался недостаточным, в том числе и вследствие ограничительных мер, принятых из-за коронавирусной инфекции. Фактически сегодня ситуация такая. Во всех улусах, значит, по перевозке расширенного перечня авиационным транспортом обеспечиваем все районы. По плану завоза расширенного перечня у нас план составляет 159 тонн. На 17 декабря фактически доставлено сегодня 130 тонн, остаток у нас 29 тонн. Осталось выполнить 5 авиарейсов. На сегодня предстоит выполнить завоз дополнительного объема на 77 тонн. Это 26 авиарейсов, в тот час стыковочный вертолетный рейс. По отгрузке картофеля плановый объем по распоряжению правительства по линии Туймада-Гатанав составляет 113 тонн на 17 число. План выполнен на все 100%, выполнено 22 авиарейса. Максимально возможный объем обратной загрузки промысловой продукции сегодня составляет 58 тонн. То есть обратно мы хотели бы тоже загрузить рыбой, ну и так далее. На сегодня заявки на обратную загрузку имеются на 34,5 тонн. То есть не полностью. Проведен сегодня, в части принятия мер, хотел бы доложить, что проведен ряд совещаний. Значит, Минсельхозом предоставлена информация по имеющимся артельским районам республики остаткам запасов социально значимых продовольственных товаров, завезенных Якутопторгом. Прорабатываются различные варианты возможности доставки расширенного перечня, значит, продуктов питания. Правительством сегодня подготовлен проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда, которые буквально на днях планируется выделить, значит, в адрес программы Министерства сельского хозяйства. Значит, и все эти наши планы по доставке 77 тонн и 26 рейсов буквально до Нового года мы должны их обеспечить. С учетом вышеизложенного нами внесены предложения в правительство Российской Федерации о рассмотрении возможности предоставления субсидий из федерального бюджета для дополнительного круглогодичного завоза авиарейсами социально значимых продовольственных товаров в арктическую зону, а также в целях сдерживания роста реализационных цен на продукты питания, рассмотрения возможности открытия баз федерального агентства по государственным резервам в городе Якутске и поселке Тикси. Это буквально письмо, значит, сформировано и было направлено на этой неделе. Уважаемые народные депутаты, завершая свое выступление, я хочу подчеркнуть необходимость решения следующих вопросов и прошу поддержать в данном направлении. С целью улучшения качества жизнедеятельности населения и обеспечения северного завоза, в котором остро нуждается Северно-Артельский район республики, необходимо, первое, увеличение объемов государственных поставок, что означает увеличение объемов субсидирования на возмещение транспортных затрат на завоз СЗПТ. Второе. Нами проработано, и оно вошло, значит, правительством проработано, и оно вошло в указ, значит, президента Российской Федерации, значит, о стратегии развития арктической зоны Российской Федерации, и в нашем указе оно прописано. Это строительство логистических центров в 12 арктических районах Республики Саха-Якутия, общей проектной стоимостью 780 миллионов рублей. На первом этапе сегодня планируем строительство 4 современных торгово-логистических центров. Это в Абыйском районе, поселок Белая гора, в Среднеколымском районе, город Среднеколым, и в Усьянском районе, поселок Усть-Куйга, Булунский район, поселок Тикси. Это обусловлено тем, что имеющиеся склады Якутопторга в 18 существующих филиалах являются постройками 60-х годов, износ которых составляет более 50%.
а по отдельным объектам более 80%. Также в данных филиалах отсутствуют склады, позволяющие хранить овощи, скоропортящие продукты питания. Значит, в рамках реализации проекта планируется изменение логистической схемы завоза путем максимального перехода завоза с автомобильного транспорта на водный транспорт. Данное изменение приведет к экономии субсидий, выделяемых в качестве возмещения транспортных затрат на завоз СЗПТ в размере 30 миллионов рублей. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Если какие-то могут быть вопросы, у меня коллеги из представителей органов исполнительной власти сегодня тоже со мной будут отвечать. Спасибо. Спасибо, Михаил Викторович, за содержательный доклад. Много чего сделано со стороны правительства, мы это знаем. И, конечно, те вопросы, которые сегодня проблемными указываются, мы это видим по жизни, да, населения фактических районов. Ну, давайте сейчас мы слово предоставим Виктору Николаевичу Губареву. Сейчас вопросы, извините. Вопросы, пожалуйста. Докладчику вопрос. По два. По два вопроса. Так, пожалуйста, вопросы записывайтесь. Мы это сейчас поднимите руку. Вы уже все приучены к этому. Кто будет задавать вопрос, чтобы закрыть потом? Евсеев Матвей Николаевич вижу. Так, еще? Не вижу. Кто? Евсеев Матвей Николаевич. Какой наслед? Явловская. Так, еще? Так, Игорь Дмитриевич. Так, еще? Все, да? Раз, два, три, 4 вопроса. Все, закрываем. Еще кто? Иван Иванович. Здесь 3. Находкин тоже, да? Ну все. Так, к вопросам приступаем. Иван Иванович, пожалуйста. Так, у меня вопрос такой. Я пока не понял, какой объем, значит, картофеля и овощей перевозился в этом году в целом по Арктике, поскольку вот обобщенно здесь указано. Вот это вот я хотел узнать для, значит, сравнения в том плане, что у меня есть данные Минсельхоза, 1022 тонны было завезено картофеля и овощей. И имеется ли возможность, Михаил Викторович, увеличить этот объем? Ну, это несравнимые вещи. Вот я работал главой Верхоянского УЛУСа в свое время, 90-е годы. Тогда, значит, так называемая картофельная овощная компания была. Только авиатранспортом, только для Верхоянского УЛУСа завозили 780-750 тонн ежегодно. Это по каждому УЛУСу я один УЛУС привел. А Минсельхоза данные 1000 тонн на всю Арктику, на север. Это первый вопрос. Имеется ли возможность увеличить? И второе, ведутся ли подготовительные работы возрождения Северного морского пути? Это очень хороший опыт в советское время. Раньше логистика другая была. Основной груз доставлялся с запада, значит, с Мурманска, значит, морским путем, и с востока, значит, Приморского края. Вот эта логистика как-то просматривается в планах на перспективу, значит, правительства. Или только мы будем отсюда, из Якутска, значит, через железную дорогу обеспечивать всю Арктику. Вот два вопроса. Ну, вообще-то есть вопросы, но вот два вопроса таких. Спасибо, Иван Иванович. Ну, вот посмотрите в динамике завоза картофеля и овощей открытого грунта, который вот в таблице. Значит, сколько в 18, 19 и 20 годах завезено. Это первое. Значит, это по всем арктическим районам. Второе, объем субсидий, посмотрите, у нас объем субсидий за эти 3 года практически не поменялся.
Да? Поэтому отсюда и исходит, значит, вот, Иван Иванович, вы правы, в свое время, ну, конечно, в те времена, тем более в 90-х годах, значит, еще вот остатки Советского Союза еще работали, значит, и авиатранспортом завозили очень большое количество, значит, овощей. Сегодня мы ограничены финансовыми средствами, поэтому вот то, что я сегодня вот в конце своего выступления сказал о том, что будут дополнительно на перечень на СЗПТ завезем 77 тонн и 26 рейсов мы должны обеспечить, приблизительно стоимость данной работы, значит, оценено приблизительно 25 миллионов. Поэтому мы дополнительно просим из резервного фонда, значит, Республики Саха-Якутия, который, в принципе, положительно решил. Сейчас просто отрабатывается схема проведения. Поэтому вот прошу, в своем выступлении тоже отметил, что мы должны увеличить объем и, значит, завоз СЗПТ, и в том числе и дополнительно, конечно же, овощной продукции. Здесь, конечно, основная задача – это увеличение объема финансирования по части возмещения затрат на завоз вот этих продовольственных товаров и овощей. Значит, что касается второго вопроса. Да, северный завоз нами прорабатывается, но вот есть у нас уже один положительный пример. Ну, условно говоря, вот этот Алмабарский район, который, значит, со своей стороны завозит, значит, свою часть, большую часть продукции именно из Мурманска, по-моему, да, как мне известно. Значит, это первое. Второе, ну, мы данный вопрос прорабатываем совместно с Минвостокразвития. Значит, буквально на прошлой неделе я был на приеме у первого заместителя министра Крутикова Александра Викторовича. Как раз мы обсуждали этот северный завоз. И я в своем докладе, значит, отразил, что в третьем квартале 2021 года, значит, такая задача Минвостокразвития поставлена, что по поводу северного завоза они должны, значит, тоже внести какие-то нормативные вот эти документы. Значит, и в личном разговоре по части северного завоза, значит, Александр Викторович ждет от нас предложений именно конкретно субъектового характера, которые мы хотим, значит, ему тоже подготовить и, значит, сказать. Буквально на прошлой неделе, вот, значит, в Санкт-Петербурге... Ответы четкие, короткие, да, пожалуйста. Все очень хорошо. много. Ну, по северному завозу работаем, Иван Иванович. Значит, этот вопрос, вот даже председателем правительства, значит, рассматривается вопрос о строительстве, значит, в поселке Найба. Ну, вот этот вопрос пока прорабатывается. Глубоководного порта, значит, в поселке Найба, Лунского Луса, чтобы как раз и северный завоз развивать на территории Республики Саха-Якутия. Спасибо. Евсеев Матвей Николаевич, пожалуйста. Народный депутат. Арктики. Не слышно вас. Не слышно. Так, добрый день, участники расширенного заседания комитета. У меня вопрос как раз вот по логистике был, но там вопрос, что Иван Иванович правильно задал. А второй вопрос такой, вот вы хотите объединить Якутторг и Примада-Гроснаб, так, Михаил Викторович? Слышно меня, нет? Он уже объединен, Матвей Николаевич, уже корпоративные процедуры уже произошли. В первом квартале мы уже получим объединенное предприятие, уже, значит, идет регистрация. Хорошо, спасибо. Но тогда вопрос такой. Вот посмотрите, северным завозом, да, особенно вот то, что там касается товаров первой необходимости, занимается председатель правительства, да, в последнее время глава вот сам лично занимается, 2 вице-премьера, так, дальше идем Минсельхоз, Минарктики, Министерство транспорта, Министерство предпринимательства и Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности, так, по безопасности. Так. Ну, это получается у 7 нянек, как его там, глаза нет или там слепой, там, что-то такое было, не вспомню. Так. Но если вы его вот объединили, структурно, а кому она будет подчиняться? Вот что это будет компетенция министерства какого?
Сегодня он подчиняется Министерству сельского хозяйства. Ну, я вот считаю, что все-таки, Михаил Викторович, структуру бы пересмотреть заново, да? Вот вы сами же говорите, что были у Крутикова, так? Министерство вот, Дальнего Востока и Арктики, так? Ну, нам бы вот, мы первый субъект, который создали министерство как раз по Арктике, так? И тем более в последнее время вот Арктика будет сейчас, на нее очень много внимания уделено, начиная от президента Российской Федерации, вот и нашей головой, и всеми вот министерствами, которые как раз занимаются там 3-4 самолетами, да, вот это даже говорить не о чем. Так? Это один человек у меня этим занимается, один человек. То он там завозит не один самолет, 2 самолета. Ну, у вас там 4 рейса там героически там совершили и так далее. Поэтому, может, вот эту структуру все-таки пересмотреть, Михаил Викторович. И есть Министерство Арктики, вот он бы и занимался вот такими вопросами. Спасибо. Да, спасибо, Ну, Матвей Николаевич, за предложение, но мы сегодня этим как раз и занимаемся. С моей стороны, буквально еще в октябре месяце было, значит, письменно направлено предложение о передаче данных полномочий в адрес Министерства Арктики, значит, в адрес председателя правительства. Пока решение по этому поводу не принято. Но считаю, что мы работаем в данном направлении и надеюсь, что рано или поздно это решение будет принято. Спасибо, ответ. Еще не вопрос, у меня будет выступление. Потом дадим Матвею Николаевичу. Да, не, я не говорю сейчас, чтобы вы потом там подключили. Спасибо. Ага, обязательно, конечно. Уважаемая Любовь Леонидовна Яволовская, народный депутат Арктики. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я бы хотела вот обратить внимание на следующий вопрос. В связи с поправками в Конституцию Российской Федерации мы сейчас представляем единую публичную власть. Мною 25 сентября на сессии парламента было предложено протокольное поручение соответствующему профильному комитету отработать вопрос по дополнительным зеленым рейсам в арктические улусы республики. К сожалению, данное поручение было проигнорировано. И как с одной стороны, со стороны исполнительной власти, так и со стороны, Телтумена практически не было никакого контроля по исполнению данного поручения. Пока общественники в лице Ульяны Алексеевны Винокуровой не подняли данный вопрос, и этот вопрос сейчас дошел до президента страны Владимира Владимировича Путина. У меня первый вопрос. Кто отвечает конкретно за те поручения, которые, должны исполняться? Или это у нас просто пустой звук? Если так, то, практически мы ставим тогда вопрос, а нужно ли вообще вот нам поручать и делать такие поручения? Это первое. Второе. Несмотря на то, что, с 2018 года по 2020 год в 2 раза уменьшился завоз картофеля в арктические улусы, я уже не говорю про его качество, объем субсидий остается на одном уровне. Кто получил маржу, как спрашивал, президент Путин? У кого она осталась в кармане? Второй вопрос. Третье. Строительство логистических центров. Выступление скажете. По 2 вопроса. Пожалуйста, на первый. Так, спасибо, Любовь Леонидовна, за такие актуальные вопросы. Ну, то, что касается дополнительных зеленых рейсов, мы, естественно, Министерством сельского хозяйства совместно с подведомственным предприятием Якутоптор данный вопрос ставили еще, начиная с октября месяца, перед правительством республики. Об этом я, конечно, я знал, что у нас ситуация сегодня такая сложится, и мы просили, правительство республики о выделении дополнительных финансовых средств для оказания, дополнительных зеленых рейсов, но в принципе решение тогда не было принято в связи с тем, что ситуация у нас по бюджету на текущий год в то время не очень-то хорошо слаживалась. Просто в конце декабря, естественно, то есть в начале декабря она более-менее сложилась, и вот решение было принято, уже дополнительно выделить средства. Поэтому мы сейчас те планы, которые мы отрабатывали, и делаем. И дополнительно будет 26 рейсов на 77 тонн.
Значит, кто получил маржу? Прямо вот вопрос. Значит, что касается, да, завоза картофеля и овощей, она с 18 по 20 год чуть-чуть уменьшилась. Вот если в таблице, значит, видно, пожалуйста, поставьте таблицу, где у нас по СЗПТ. Таблица по СЗПТ. Это у нас овощи, а таблица СЗПТ, где у нас вот этот объем. Так, ну вот по объемам, если, допустим, в 2019 году там где-то 8 с чем-то тысяч СЗПТ заведено, да, общий объем у нас вот смотрите, 18 6 779, 19 9 328 и 20 12 196. То есть увеличение объемов социально значимых, значит, в 2020 году, конечно, намного увеличилось, при этом субсидии на этом не поменялись. То есть если такая диспропорция, по овощам чуть-чуть упала, но объем ЦЗПТ упал. Поэтому здесь никакой маржи нет. Это первое. Второе, я вам... Нет, Михаил Викторович, вы еще на слайд вперед пройдите, там посмотрите, 2018 год 1032, значит, получается в тоннах, а 2020 год 616, это практически, значит, почти в 2 раза уменьшилось. Нет, вы обратите, в неулусную перевозку тоже есть, да, там тоже, вот у нас меньше, чем в 2018 году, вот вы правильно заприметили, 4816 в 2018 году общий объем и 2752 именно вот по овощам и картофелю. Но я еще говорю, что при этих субсидиях у нас объем ЦЗПТ увеличился. Я вот показываю в 2019 году. Понятно. Поэтому это, во-первых, здесь маржи нет, во-вторых, по ценовой политике я сказал, что, например, Абыйского улуса, какие у нас значит, снижение по стоимости, и по всем районам Арктики у нас такая картина. Так, ну я должна как председатель комитета обязательно отметить на замечание народного депутата, члена комитета Арктики Любовь Леонидовна, что комитетом вопрос завоза продуктов как раз-то и каждый год рассматривается. И при уточнении бюджета столько у нас комитетские работы же не освещаются. Вопросы эти стояли. И правительство, значит, обещало нам при уточнении бюджета эти суммы еще предусмотреть. Это сказано было в течение, вот зимником то, что завозим, потом весеннее время при уточнении бюджета. Так что вопросы, которые вы поднимаете, правильные, но то, что комитет не работает, я с этим совершенно не согласна. Так, пожалуйста, Чегнаров Владимир Ильич. Надо работать народным депутатом, мне задание давать. Не слышно? Спасибо, Елена Христофоровна. Сейчас слышно? Да. Ага. Добрый день, уважаемые коллеги, народные депутаты и участники расширенного заседания. У меня конкретный вопрос Михаилу Викторовичу. Значит, есть очень также актуальная серьезная проблема по завозу лекарственных препаратов в арктические улусы. Это, конечно, связано в первую очередь тем, что аптеки перевели в свое время в 2011 или 2012 году в муниципальное образование, муниципальное ведомое распоряжение. И сейчас они практически не имеют оборотных средств и не могут там завести там и так далее, вот эти лекарства. И народ, весь Арктика сегодня из города вот пассажиры сами везут эти лекарства и так далее. Очень серьезная, острая проблема. Она еще актуализировалась в связи с коронавирусом. Михаил Викторович, вот конкретно вопрос, как планируется вот решить эту проблему? Очень важная и серьезная проблема. Спасибо. И в плане есть или нет у правительства? Да. Ну, я очень коротко постараюсь тоже здесь ответить, что у нас в обеспечении населения жизненно необходимыми важнейшими лекарственными препаратами обеспечивается 22 организациями, осуществляющими деятельность по продаже лекарственных средств, да, в том числе 8 муниципальных унитарных предприятий, 1 акционерное общество, 7 общества с ограниченным ответственностью и 6 индивидуальных предпринимателей. Но вот здесь я бы хотел попросить помочь мне Министерство здравоохранения, кто-нибудь присутствует у нас? Минздрав.
есть Министерство здравоохранения. Михаил Викторович, очень кратко я объясню, да, они ввиду того, что не государственные учреждения, там они под субсидию не подпадают, поэтому, мне кажется, их перевести надо обратно в государственные, это, возможно, нет именно по Арктике, и им помочь, потому что сегодня эта проблема стоит очень остро. Значит, я считаю, здесь, ну, государственные эти предприятия частные мы не можем перевести, но у нас есть, значит, предприятия... Муниципальные, я имею в виду муниципальные. Нет, муниципальные здесь, может быть, и не надо делать, но у нас есть предприятие сахаформации, как мне известно, с 100% уставным капиталом, значит, с 100% уставным капиталом Республики Саха-Якутия, которые как раз и занимаются обеспечением, значит, лекарственных препаратов, да, и можно через него, как у нас Якутов тоже, значит, занимается, почему бы и сахаформацией этим не заниматься? Ну, То значит, есть это сахаформации недостаточно хорошо Значит, занимается. Министерству здравоохранения просто надо здесь проработать, и сахаформацию можно, в принципе, Сразу я так так и понимаю, говорить надо. оператором Если надо нет делать. лекарств, значит, плохо. Нет, сахафармация не может в частные аптеки передавать вот субсидию, как бы понять, если попроще. Поэтому там есть очень такая серьезная проблема. Как-то вот эту проблему решить. Вопрос поднимаете, Владимир Ильич, спасибо. Дальше идем. Игорь Иннокентьевич, народный депутат. Добрый день, участники совещания. Елена Христофоровна, у меня такой вопрос. Мы, правильно я читаю тему, обеспечения населения продовольствием в арктической зоне? А все это взаимосвязано. Ну, мы же рабочей комиссии... Нет, доклад у нас идет по обеспечению 10% продовольствия. Я правильно слышал? То, что госкорпорация меня. Остальное мы не обсуждаем. Неправильно. 90%, которые предприниматели, это Нет, то есть мы это не вопросы, обсуждаем. которые То есть министр это не, зампред это не озвучивает. То есть он только по госпредприятию. Неправильно, конечно, вы это правильно указываете. Спасибо. Так, у меня вот вопрос, Михаил Викторович, да? Ну, конечно, нам хочется, чтобы у нас там и оптовые магазины там с овощехранилищами открывались. Для этого, конечно, хранилища создавать, чтобы интернет туда прошел там в будущем, чтобы они, как и все, пользовались там интернет-доставкой и всем. Но в данном случае мы вот избегаем, значит, большую разницу в ценах, это включая на продукты первой необходимости, имея такое предприятие, как объединенное теперь уже оказывается Госоптторг. Значит, у меня вопрос следующего плана. Вот вы, допустим, общие субсидии, да, там, бюджетные кредиты и госгарантии составляют 1 миллиард в год. Да? Если их увеличить в 2 раза, это позволит ли нам, условно говоря, поднять у них выручку? Сегодня же что происходит? У нас каждый житель этих арктических улусов сидит на ипотеке, ест, условно говоря, хлеб и рыбу, другие продукты не покупает. То есть хватит ли у них потом покупательской способности? Стоит ли нам увеличивать, больше субсидий давать? Да, покупательская способность на прежнем уровне останется. Ну, да, вопрос, конечно, актуальный. Значит, мы как раз и, конечно же, хотим, чтобы увеличить объем поставки социально значимых, ну и расширенного перечня, в принципе, этот вопрос и ставим. И это, соответственно, значит, потребует дополнительных источников именно в части возмещения затрат по транспортным перевозкам. Что касается, значит, бюджетных кредитов, займов и так далее, естественно, в связи с увеличением объема эти же суммы, конечно, должны быть увеличены, но это уже заемные средства, сами понимаете, да? Значит, у нас тут идет возмещение только по части транспортных затрат. Вот, что касается, вот, как вы говорите, там в арктической зоне, ну, зарплата не повышается и так далее, вот, ну, это не тема, как мне кажется, конкретного сейчас вот этого разговора, но это вообще вот общая тема большая. Нет, вопрос конкретный, то есть у них покупательской способности хватит, вот эти 12 плюс 8 наименований, да, что если вы их поставку увеличите, у них покупательской способности хватит купить эти продукты? У них, значит, за счет приобретения объемов именно с части Якутопторга, а не из предпринимателей, здесь, конечно, будет плюс. Потому что ценовая, значит, политика, которая, ну, сегодня у нас есть то, что ниже, а у предпринимателей, конечно, хватит или не хватит? Ну, по крайней мере, за счет перетока, конечно, должно хватить. Ну, вы же и так сейчас 20 наименований возите. Спасибо. Так, следующий вопрос, Игорь Иннокентьевич. Так, Владимир Яворский, Игорь Иннокентьевич, Иван Иванович. Наслек
Верхоянский. Так, с наслега, пожалуйста. Верхоянский вуз. Представьтесь, пожалуйста. Бурсов. Бурсов Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Анатольевич Бурцев, являюсь главой Егинского наследия. Нас интересует вопрос, кто ответственен за доставку зеленого рейса до населенных пунктов, а не до райцентра. Потому что в данный момент остро стоит вопрос доставки именно до населенных пунктов. Правильный вопрос. Спасибо. Так, Александр Павлович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые народные депутаты, Елена Христофоровна. Спасибо за вопрос. Да, мы, кто отвечает, ответственный, вопрос задан с районного центра до поселений, поставка ЦЗПТ и овощей и картофеля. По полномочиям с районных центров до поселений это местное самоуправление, это районы. Мы просто тут помогаем за счет оборотных средств Экотопторга и Туймада Граснаба. Вот с районных центров до поселений мы дополнительные рейсы осуществляем. Это за счет оборотных средств Экотопторга. Николай Николаевич, Вопрос, эти средства заложены в бюджете районов? Вы прослеживаете за этим? Эти полномочия переданы им? Вопрос не понял. Расходы с районного центра до наслегов, вы говорите, муниципальное образование должны нести. Эти средства заложены в бюджете? У нас заложены транспортные, частичные транспортные расходы до районных центров. Это... Значит, главы районов бедные с этим, с трудным бюджетом, поэтому вот у нас сбой дают. Сейчас давайте послушаем Николая Николаевича Алексеева. Отключите, пожалуйста, микрофон. Он сейчас подробно объяснит. Так, коротенько, Николай Николаевич, быстро, мы уже в вопросах сидим час. Подключите Алексеева. Всем добрый день. Коротко отвечу на все услышанные вопросы. Значит, финансирование доставки с районных центров до населенных пунктов на 2021 год заложено в бюджете. Такой ситуации... Да, спасибо народным депутатам. А в нынешнем году они не были заложены, но правительство поддержало. Еще также хотел бы ответить по картофелю. Значит, картофель мы вывозим с Алекминского района. Размер субсидий ежегодно остается один и тот же. Вот то, что депутаты видят динамику внеулусной перевозки картофеля, это всего лишь снижение урожайности картофеля. Мы вывозим всех заготовителей картофеля, которые определил Минсельхоз. Это сидит Туймад Агроснаб, Алекма Агропродукт, ООО «Экодар», вот этих 3 заготовителей. Это всего лишь снижение объемов картофеля. А по поводу покупательской способности на селе, если мы будем завозить больше, то мы прогнозируем, что если мы будем завозить больше, то мы увеличим объем продаж, покупательская способность населения, не больше 20%. Потому что в части именно 12 социально значимых продуктов питания мы 12 арктических улусов обеспечиваем 100%. Это при счете еще, что маленько идет с Арктики отток населения. Такая ситуация. Николай Николаевич, вы только начинаете работать, начали хорошо, но то, что вы говорите, с этими данными и с этими суммами вы будете решать полностью проблему завоза картошки. Мы не согласны. Ладно, это разговор будущего, да? Мы еще будем рабочую комиссию создавать. Спасибо. Вопросы завершаем. Так, слово предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Тюмень Виктору Николаевичу Губареву. 7 минут. Засекаем. Да, уважаемые товарищи, мы помним, что в период СССР полностью государственная была поддержка завоз грузов
в Арктику. Но и население было тогда более 200 тысяч. Сегодня население 80 тысяч во всех 13 районах. И отвечал за это Совет Министров. Это была по каждому, за каждый год принималась конкретная программа. Но еще после 90-го года 10 лет были ряд указов президента Российской Федерации, которые все-таки еще предусматривали государственную поддержку. Но с 2005 года прекратилась государственная поддержка практически полностью. И все переложили все обязанности на региональные, значит, и на муниципальные власти. Теперь всем понятно вообще, что практика в настоящее время пока не удалось создать новую эффективную систему осуществления северного завоза. И не может быть, если сегодня у нас 10% только государство отвечает за завоз продуктов, а 90% предприниматели завозят. Мы даже цифру не могли сегодня назвать. О каких условиях работают предприниматели? У нас на Индигирке несколько лет назад несколько судов было, замерзли. И весь товар, который там они везли с таким трудом, он практически пропал. Мы говорили, страховать нужно этот груз. До сих пор не решены вопросы страхования. И как они сегодня, предприниматели, работают. Это рейсы, которые они заказывают, они как будто, значит, кому-то должны. Эти все рейсы должны быть подконтрольные рейсы. И они выбивают самолеты, они, значит, там околачивают, извините за выражение, перевозки, они там какие-то дополнительные расходы несут, аэропортовые расходы на эти рейсы тоже высокие. То есть, ну как так, 90% сегодня выполняют предприниматели, значит, малые и средние предприниматели, и мы государственной поддержки даже вот сегодня в информации правительства не услышали. Такого не должно быть дальше. Они должны быть полноценными участниками северного завоза, полноценными. И все льготы получать такие, как поддержка должна государственным предприятиям. Поэтому, кроме того, ситуацию осложняет отсутствие единого органа исполнительной власти, который отвечает за осуществление северного завода. Я имею в виду и Российская Федерация, прежде всего. В этих условиях в проведении северного завода вовлекается огромное количество участников, имеющих различные экономические интересы, что приводит к удорожанию поставок продукции в северные районы и увеличивает риски и их срыва. Теперь и сегодня мы обеспечение продовольствием арктических районов и жизненно необходимыми товарами проводится крайне недостаточно. А в половине арктических районов, наиболее отдаленных населенных и сел, неудовлетворительно. У нас район просто привык. Вот глава администрации сегодня, но они очень так корректно, они как-то очень просительно, они, значит, не учитывают то, что могут быть какие-то последствия. Значит, уж давайте говорить откровенно. Но проблема там неудовлетворительна во многих районах. А в связи с пандемией ситуация обострилась и может быть войти в чрезвычайную. Поэтому и меры требуются чрезвычайные и немедленные. Объем продаж снизился, вот совершенно Игорь Евгеньевич правильно сказал, объем продаж снизился более чем в 2 раза сегодня. Даже то, что там лежит, нечего, да. Объем на грани банкротства многие предприниматели. Более того, на внутриреспубликанских рейсах прекратили обеспечение субсидирования авиарейсов. Даже пассажирские сегодня же у нас приостановили все. Сегодня завоз, осуществляемый государственными предприятиями, составляет лишь, повторюсь, все-таки 10%. Поэтому, да, транспорты, конкретные предложения. Финансовых средств, республиканских и федеральных субсидий, собственных субвенций, трансферты, поддержки северного завода требуется значительное увеличение по тем или иным направлениям в 3 раза. Не миллиард, Игорь Евгеньевич, вот, я в 2 раза сейчас к вам обращаюсь, не миллиард, 700, всего с кредитами и так далее, это я не беру проценты за кредиты, которые мы льготы, всего лишь 700 миллионов. Увеличение. Сколько можно говорить
строительство базхранилища инфраструктуры. Сколько мы же? Более 20 лет об этом говорим, и ничего практически не сделали, кроме Анабарского района. 800 миллионов рублей, проекты есть. Министерство Арктики, Якутопторг уже подготовил конкретную программу. 800 миллиардов нужно начинать выделять, и 4 года построить все 12 логистических центров. Все 12 за 4 года. Это нужно обязательно, значит, сделать. Следующее. Ну, картофелем и другими овощами мы говорим. Почему? Уже понятно, если не снизим значительно тарифы, это вторая проблема. Значительно тарифы нужно снизить и предпринимателям, и, значит, государственным структурам. Для этого предлагаем создать межведомственную комиссию для проработки всей транспортной логистики с учетом всех географических и климатических особенностей и времен года. Эту работу можно было выполнить в первом квартале 2021 года. Из муниципальных районов поступают конкретные предложения. В том числе вот у нас зеленые рейсы тогда осуществляем, большинство все-таки, когда уже начинают зимние перевозки. А тогда, когда вообще нет ничего, вот здесь почему-то мы не успеваем за этими потребностями. Следующий вопрос – это еще одна проблема, которая заслуживает решения. Вот в Ненецком автономном округе реализуется проект «Северный завод» с замещением ввоза продовольствия энергоносителем, поддержкой местных инициатив. Определить потенциал замещения ввоза ресурсов котельного топлива, свежих овощей. Эта инициатива, значит, поддержана федеральным органом. Нам надо вступать в эту программу. Почему у нас, значит, еще один не менее важный вопрос. У нас на Колыму раньше капуста семчана доставлялась около 500 тонн. На Колыму по всем районам. Сегодня прекратили это. Значит, в том числе и Катур. На федеральном уровне по заявлению Крутиков, первого зама Дальнего Востока, начинается с 2021 года, приступает к разработке федерального закона. Выстраданное это предложение, но начинает федеральный закон северного завоза. Поэтому здесь нам надо очень активно, значит, участвовать в разработке этого, войти в рабочие группы и очень серьезно готовить предложения и добиваться их выполнения. 2 года, к сожалению, многие уже принятые меры и рекомендации не реализуются. 2 года назад на парламентских слушаниях в Комитете Совета Федерации рассмотрели вопрос конкретно по северному завозу. Было очень принято это 2 года назад, в январе 2019 года. И практически ничего не сделано. Но по большому счету ничего. И северный офис, северный завоз не заработан. Инфраструктура не создана при поддержке федеральных органов. Не создан координирующий орган. Мы предлагаем также рассмотреть вопрос, создать департамент, где он будет, Михаил Викторович, департамент по продовольствию. Так его назвать, по продовольствию. Сегодня Госкомитет по жизнеобеспечению, там, ну, не всем они функционально у них есть другие вопросы, и пожарной безопасности и так далее. Поэтому создать нужен департамент, найти возможность конкретно, потому что это важная задача. У нас есть все возможности, чтобы исправить ситуацию. И в декабре сейчас нужно то, что, значит, доставить. И уже с января этого года работать по-новому, и каждый контроль за всем этим. Все у меня. Ну, мне дайте слово. Пришлите, значит, с докладом предоставить Елене Христофоровне Голомаревой. Уважаемые участники расширенного заседания комитетов, во-первых, разрешите всех присутствующих и главу Республики Саха-Якутия Есена Сергеевича Николаева поздравить с решением финансового вопроса Ленского моста. Это день, которого мы ждали якутяне с нетерпением. Строительство моста снимет многие вопросы и, самое главное, удешевит и продовольствие, и товары народного потребления, что приведет к повышению уровня жизни населения в общем. Я бы так, на федеральном уровне вопросы, рассматриваемые сегодня, имеют длинную историю. С 90-х годов не выстроена целостная схема продовольственной политики в стране.
В рекомендации мы не видим раздела по работе парламента и правительства с федеральными структурами. Вот это надо сейчас выработать, да? 20 декабря, о чем сейчас Виктор Николаевич говорил, по инициативе Акимова Александра Константиновича под председательством сенатора были рассмотрены вопросы, которые, значит, вопрос обеспечения поставок продукции в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов. Как сказано, ни одно из тех предложений, которые были озвучены, они сегодня не рассматриваются, но до конца не доведены. И учитывая то, что принят федеральный закон о государственной поддержке предпринимательства в арктической зоне Российской Федерации, необходимо ставить вопрос федеральному округу Дальнего Востока арктической зоны Юрию Петровичу Трутневу создать на уровне, именно принять меры и создать на уровне Министерства департамент по северному завозу, вот на уровне Министерства Дальнего Востока и Арктики, инициировать принятие федерального закона о северном завозе, притом это вопросы, которые требуют быстрых мер, принятия мер. Федеральный закон о государственной поддержке предпринимательства был разработан и принят в течение 6 месяцев. Никогда вот федеральный закон вот так быстро не принимался. Поэтому, учитывая важность вопросы жизнеобеспечения, повышения качества жизни во всех стратегиях, концепциях, стратегиях говорится об этом. Вот это самый главный вопрос, который необходимо поднимать. Ситуация усугубляется изменением климата. Не с тем, что много ели или кушали во время пандемии, да, а с тем, что вот климат изменился, и до сих пор, сейчас декабрь, заканчивается Новый год, но до сих пор некоторые ручьи, море еще не открыто. Таймылы, это Булунский район, это точно Верхоянский, там все эти данные говорят о том, что это очень серьезно. Значит, необходимо продумать транспортную логистику, не такую, может, не зимники, это же природа нам диктует. Когда был главой Таймылыра Афанасий Андросов, он возил продукты на буранах Санабарского района. Видела я этих с обмороженными лицами парней, которые, рискуя жизнью, отправлялись в дальний путь за продуктами. Вот так сами. Вот почему мы спрашиваем, доводится ли до наследов? Нет, это между небом и землей осталось, хотя у нас в законе, который принят парламентом Республики Саха-Якутия, так и написано. Поставки в населенные пункты арктической и северной группы УСов осуществляются за счет собственных заемных привлеченных средств уполномоченных операторов, а также за счет средств государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Вот на что мы должны обратить внимание. И, к сожалению, вот это стало обыденным явлением. Не летают вертолеты по 2-1,5 месяца. Сегодня новому главе ВОН, сегодня он сейчас выступит, очень сложно справляться одному. Без денег-то нет в бюджете наследия, так ведь? Такая картина по всем арктическим УСам. Без федеральной помощи мы эти вопросы не решим. Вопросы жизнеобеспечения надо смотреть шире, глубже. Это не только обеспечение продовольственных товаров. Поддержка без поддержки вот на уровне федерального кодекса, бюджетным кодексом Российской Федерации в 2014 году дали нам возможность субъектам, значит, норму, разрешающую предоставлять юридическим лицам бюджетные кредиты. И в 2016 году 12 наименований утвердили. Большинство субъектов Российской Федерации, и мы в том числе дотационные, и поэтому необходимо, еще раз мы подчеркиваем, на уровне Министерства Дальнего Востока и развития Арктики создать представительную комиссию, которая представит предложение в это министерство. Поддержка федерального уровня в чем видится? Государственная гарантия либо субсидия за счет федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам юридическим лицам в целях осуществления северного завоза или компенсации транспортных
расходов. Подняла я стенограмму парламентских слушаний 2018 года, и Департамент регионального развития, директор Игорь Викторович Егоров признает, что признание финансирования Северного завода осуществляется исключительно силами субъектов и местного самоуправления, что с точки зрения министерства является неправильным. Они признают, что это неправильно. Значит, мы должны вводить, и что он говорит, необходимо вводить систему льготного кредитования. Вот сам представитель Министерства развития РФ говорит, расширять применение госгарантий, каждый субъект должен определить своего оператора, должна быть стопроцентная вовлеченность субъектов. В общем, уже это дано, работайте, говорят субъекты вместе с нами, мы будем это все вводить. Подчеркивает необходимость определить федеральный орган, который будет осуществлять координацию деятельности таких операторов. Но пока нету этого федерального органа, но мы должны говорить об этом, отстаивать. Была у нас встреча с председателем правительства Республики Саха-Якутия Андреем Владимировичем Тарасенко в поселке Тикси, где он встретился с предпринимателями и, значит, озвучил идею, значит, поставки продуктов через Госрезерв. Госрезерв, значит, Дмитрий Юрьевич Гогин, руководитель Федерального агентства по государственным резервам, говорит, с учетом логистики и региональных особенностей организации Северного завода представляется целесообразным осуществление поставок из государственного резерва в 17 субъектах РФ, туда, где недалеко расположены наши базы. В случае заинтересованности данных регионов и при наличии соответствующего акта правительства РФ Росрезерв располагает возможностью принимать участие в Северном заводе. Не отказывают они. При этом могут использовать различные удобные механизмы передачи материальных ценностей. Может быть, а в чем причина, почему, значит, может быть, и работа идет, вот кто может с министерства ответить, да? Но было время, когда один раз с Росрезерва мы завозили продукты, но мука у нас была некачественная, которую мы 2 года вот получали замечания на уровне республики. Мне еще 3 минуты дайте. Ага. Так, я вам 10 минут давала. В 1999 году в Арктике на полках остались консервы советского запаса. Хорошо, что в то время дикий олень шел на территории Оленевского района. Я до сих пор храню письмо министру финансов Кугаевскому Александру Андреевичу, где пишу, как начальник управления образования: средств в бюджете нет. Прошу в бюджете питания полномочия передать Министерству образования. Ни одной копейки нет, нечем кормить детей. Это 99-й год. Одновременно пишу Евгении Саевне, министру образования того времени, отправить картошку. Она нашла средства, отправила 2 машины картошки, тем всем мы раздали. Это было счастье тех дней. Но это я помню. Почему я это говорю? И в 2004 году именно с районного уровня мы подняли вопрос дотации на транспортные расходы. И вот здесь я сидела, поднимала этот вопрос. Улусные управления, представительные органы должны быть очень активными. И давным-давно должны были поднять вопросы вот, транспортных расходов, которые между наслегами пустые стоят. Откуда мы узнаем? Мы-то в законе прописали, а то, что исполнение как идет, это же за каждой строкой статьи должны следить. Мы-то приняли парламент, как положено. Поэтому должна быть активность со стороны представительных органов всех муниципальных образований. Мы решили вопрос ценообразования хлебопечения. Родион Иннокентьевичем сколько раз встречались по этому поводу. Но об этом мы не писали, это обыденная работа депутата, и поэтому я еще раз повторяю. Представитель парламент республики в лице 2 комитетов и Арктики, мы вопросами завоза занимаемся. Но благодаря этому появилась возможность создания пилотного проекта Набарского луса.
Все здесь сопротивлялись, а мы говорили, в виде исключения дайте возможность работать району. Район сегодня показывает хорошие результаты. Снизил даже стоимость продуктов питания. Нет там никаких. Но не все районы так могут работать. Имеют возможность работать, как она бы. Логистика там удобная. Поэтому необходимо создать единый орган, да, единое окно. Уже молодые люди создали программу, которая может показывать, сколько продуктов там в Таймылыре или Барагоне. И вот видеть должен диспетчер вот здесь в едином окно, кто будет ответственный, да, и бить тревогу. Использовать возможности новых информационных технологий. Министерство сельского хозяйства с главами районов должны иметь цифры по продаже рыбы и мясной продукции, расписанные помесячно, дикоросам. Сегодня звонят с Северного Луса, спрашивают, когда у нас мясо будет. У меня спрашивают, это должны там на месте все это отработать. Мясо, курица, свинина. Все это должно, курица, яичко там, где в Оленевском районе мини-фабрика есть, это разводят кур. Барашек привезли, коз привезли. Нужно сделать все возможное. В Вейке, поселке Эйк, давно уже 10 лет, сами раньше возили туда картошку, но сейчас население сами садит. Вот эти вопросы подсобного хозяйства, как население само должно себя обеспечивать. Все эти вопросы надо... Отдельно у нас программа должна появиться, федеральная программа «Фермер Арктики». В каждом наследии мы должны коров держать, чтобы не покупать сомнительного качества молоко. Вот эти вопросы, которые... не все, я сказала спасибо, что предоставили возможность поступить. Спасибо. Слово предоставляется председателю постоянного комитета Государственного собрания ЛТУМЕН по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павелу Петровичу Петрову. Спасибо, Елена Христофоровна. Нет, спасибо. Я маленько думал, что у меня будет регламент, и хотел просить еще 5 минут дополнительно. Но, понимая о том, что очень много вопросов были заданы именно по той теме, и то, что Михаил Викторович очень много доложил, я постараюсь сократить свой доклад и уложиться в 10 минут. Поэтому, уважаемые коллеги, мне бы не хотелось впечатлять о том, что мы, начиная с января 2019 года, то есть с начала созыва, 6-го созыва, мы именно провели 11 мероприятий по Северному Союзу, где было очень много мероприятий. Я не хочу их перечислять, но я хочу после окончания нашего совместного комитета передать Елене Христофоровне вам, чтобы они нашли отражение именно в этом. Единственное, я считаю о том, что мы в конце концов по истечению, начала 2020 года рассмотрели вопрос по поводу закона о Северном Завосе. Нашли согласование со всеми структурными подразделениями, со всеми депутатами, особенно от Арктики, мы согласовали. И я надеюсь на то, что мы буквально на следующей неделе данный вопрос рассмотрим непосредственно на пленарном заседании, примем закон о Северном Завосе. Это очень важный вопрос, на который будет регламентировать и определять все действующие составляющие вопроса именно по Северному Завозу. Уважаемые коллеги, я еще хотел обратиться о том, что самый жизненный и важный вопрос – это, конечно, снабжение продовольствием. Без него жить нельзя. Но есть еще такая пословица о том, единым хлебом жив не будешь. У нас очень много вопросов. Губам я уже не могу, я уже так наклонился, что это. И единым хлебом жив будешь, поэтому у нас очень много вопросов, которые есть. Это обеспечение и жилищно-коммунального хозяйства, это обеспечение и здравоохранения, как подчеркнул Владимир Ильич Чекинаров, это снабжение и системы образования, это снабжение системы и культуры, и другие вопросы, которые тоже занимают жизненно необходимую, жизненно важную роль непосредственно для комфортного проживания в арктической зоне. К сожалению, это тоже оставляет желать лучшего. Даже интернет, который сегодня невозможно полностью обеспечить, он не находится в полном объеме. А сегодня интернет он необходим полностью для каждого жителя республики. Поэтому у меня я буду говорить и сразу предлагать предложение о том, что оно есть. Елена Христофоровна, нужно, наверное, скорее всего, нам на совместных комитетах
также провести расширенное уже заседание непосредственно по полной жизнеобеспечению. Вот, наверное, после того, как мы примем законы и определим это. Следующий вопрос. Конечно, мы еще в 2019 году ставили вопрос о том, кто будет оператором, непосредственно оператором данного северного завоза. Мы создали единственное, наверное, как подчеркнул Виктор Николаевич, министерство, это Министерство Арктики. Ну, наверное, на наш взгляд считается о том, что необходимо дать им карты в руки, и пускай они определяют непосредственно это. Потому что, я еще раз подчеркну, это и Минсельхоз, это и Министерство предпринимательства, это Министерство здравоохранения, это Министерство образования, Министерство и другие министерства, которые есть, необходимо, наверное, создать общее. Кто должен заниматься полностью всем жизнеобеспечением? Естественно, наверное, под вашим вопросом, Михаил Викторович. Поэтому здесь нужно сделать. Любовь Леонидовна четко подметила по поводу того, что зеленый рейс. Да, зеленых рейсов, я хочу вам сказать, по зеленым рейсам, Любовь Леонидовна, вы подняли очень хорошую, так сказать, волну. Благодаря вам, наверное, до конца года было увеличение на 15 рейсов, которые есть информация, мы с вами получили. Михаил Викторович сказал о том, что они выполнили уже со 2 числа, вот как дали мне эту информацию, по сегодняшний день уже 10 рейсов. То есть осталось 5 рейсов, будем надеяться на то, что они выполнят. Но эти 15 рейсов – это капля в море. Она не обеспечивает должного внимания то, которое есть. У нас же сегодня существует другая проблема. Многие северные и арктические улусы, они находятся вне транспортной схемы. Сегодня транспортная схема, то, что Елена Христофоровна сказала о том, что у них сегодня нет логистики. Сегодня невозможно доставить туда не только продукты питания, но и ГСМ. И многие арктические улусы сегодня отказались от розничной продажи ГСМ населению. Это проблема сегодня. Возможно, это неправильное планирование. Здесь нужно тоже включить вопрос по поводу неправильного планирования. Возможно, это другие какие-то увеличения расходов и неправильный подсчет. Но это нужно решать сегодня, чтобы наше население не испытывало таких. Я знаю, что по некоторым арктическим районам заканчивается у нас углеводородное топливо в лице мазута, угля и так далее. Сегодня она заканчивается, и если во многие улусы не завезут сегодня до 15 числа уголь, возможно, у нас будут другие проблемы, я имею в виду 15 января. Нужно решать и эти вопросы, которые сегодня жизненно важны. Жизни важны и необходимы. Сегодня вопрос не решается по поводу снабжения зимников. И зимников сегодня у нас дороги Арктики не в полной мере финансированы для того, чтобы содержать дороги Арктики, для которых ведут. Мы понимаем давным-давно вопрос по поводу так называемой старой сталинской дороги, которая у нас идет на Тиксик, дальше идет снабжение полностью по всей Арктике. Вопрос решается, но решается тоже со скрипом, будем говорить. Поэтому вопросов сегодня очень много. И на наш взгляд, мы рассматривали данный вопрос на комитете, буквально рассматривали в конце ноября, и предложили правительству создать единую логистическую схему по республике Саха-Якутия, круглогодичную, чтобы включал не только, как Михаил Викторович сказал, речной, то есть водный транспорт, железнодорожный транспорт и автомобильный. У нас еще есть морской транспорт. И морским транспортом в этом году доставлено 69 тысяч тонн в арктические зоны и улусы. Поэтому нам нужно объединять 4 вида. Мы должны привлечь к этому делу Российскую Федерацию и работать с ними вместе. Как снабжаться и что снабжаться. Вопрос тарифа обеспечения у нас сегодня стоит не на надлежащем уровне. Почему у нас политика ценообразования в арктической зоне у нас оставляет желать лучшего. Нам нужно привести в соответствие тарифную политику. Вот эти вопросы мы провели порядка 11 мероприятий, начиная от правительственных часов, круглых столов и рабочих совещаний, которые тоже носили свое отражение. Я еще раз говорю, я не буду записывать, у нас здесь накопилось порядка 20. Хочу сказать, Михаил Викторович, да, очень многие предложения народных депутатов, они выполнены и сегодня нашли отражение здесь. Вы сделали подвижку по объединению 2 предприятий. Это Якутапторг и Горснаб определили. То есть это объединили, это хорошо. То есть сокращение штатов, может быть, начнут они межведомственно, прекратят межведомственную борьбу, которая у них есть. Это сам. Вы будете заниматься или мы будем заниматься. У нас, в конце концов, создан департамент именно по жизнеобеспечению. Давайте мы все это приведем в порядок, может быть, у нас из этого получится сокращение. Спасибо. Я вкратце, Елена Христофоровна так сказала, я передам. Я сначала подготовил доклад, Да. Но мы потом все понял доклады о том, то, что лучше разместим сказать. в 7
Да, Обязательно. лучше этот самое, сказать о том, что вот сегодня какие проблемы есть. И то, что вот я хочу сказать огромное спасибо, что привлекли к этой данной работе. Почему? Потому что, я хочу сказать, что Государственное собрание ЛТМН, оно постоянно занимается этим вопросом занимается. И сегодня мы проводим на уровне 5 комитетов данное мероприятие, которое необходимо, важно для нашей жизни. Я просто так озвучил, извините, да, меня, может быть... Не, нормально. Да, Спасибо. поэтому я доклад свой отменяю, а вот эти жизненно важные вопросы я передам вам для того, чтобы они Так, нашли хорошо, отражение. спасибо. Спасибо. Так, кроме этого, народными депутатами был поставлен вопрос создания дороги Арктики, которые сегодня многие вопросы решают. Так что парламентом много работы сделано. Так, давайте слово предоставим Ивану Ивановичу Горохову, председателю комиссии по развитию села и арктических территорий Общественной палаты Республики Саха-Якутия, человеку, который много лет работал главой района. Устоков. Да, да. Пожалуйста, Иван Иванович. Уважаемые коллеги, участники заседания, вопрос этот северного завода Лихаради. Если память не изменяет, не менее 30 лет, со времен так называемой Горбачевской перестройки и развала Советского Союза. Но эту проблему мы не раз обсуждали на различных площадках, я имею в виду общественные палаты, пленарных заседаниях первого и второго составов, в том числе 3,5 года назад на совместном заседании с Высшим Советом Старейшин. Сегодня Арктика ждет принятия долгосрочных, я подчеркиваю, долгосрочных, не единовременных решительных мер по повышению качества жизни ее населения и системной работы, а не так урывками. Результативной работы органов государственной власти, ведомств и общественных организаций. По причине наличия ряда объективных факторов арктические территории являются сегодня, да и в перспективе они будут дотационными. Раз так, с принятием стратегии развития Российской Федерации и признания 13 улусов арктическими, то для их развития должно быть, естественно, участие федерального бюджета. Об этом сегодня говорили, в том числе по Северному заводу. Но мы все понимаем, это с лихвой окупится за счет природных ресурсов арктической территории. Общественная палата вносит следующее предложение. Во-первых, мне понравилось выступление председателя комитета о разработке и утверждении закона о Северном заводе. Но я бы сказал еще от имени Общественной палаты, необходимо разработать комплексную государственную программу. Но это будет, наверное, сочетаться и законодательно закрепить для не только обеспечения безопасности, продовольственной безопасности, но и в целом по Северному заводу, где должны быть отражены многие, тут об этом говорили, я не буду повторяться. В первую очередь это создание торфовых неприкосновенных запасов. Первое. Второе. Мы сегодня совершенно практически не говорили по вопросам ценообразования и контроля за механизмом ценообразования. Это страшное дело. Вы сами в соцсетях читали, какая разница в ценах, значит, между центральными улусами республики и Арктикой. Вот поэтому здесь и у нас в решении проекта тоже ценообразования ни одного слова нет. Это очень серьезный вопрос. Мы сегодня говорим о покупательской способности. Если цены высокие, то какой разговор может идти? Ну, естественно, вот Елена Хрисогоровна совершенно правильно говорит, в этих вопросах местная общественность тоже должна принимать очень активное участие.
Дальше, вот для гарантированного завоза грузов, значит, северной территории необходимо дальше развивать, значит, автомобильный транспорт. Для этого нужны, значит, автозимники. И в свое время, когда случился срыв навигации, значит, в 2013 году на Индигирке, когда мы чуть не разморозили 3 улуса по Индигирке, мы с Виктором Николаевичем внесли предложение о создании специализированного дорожного хозяйства «Дороги Арктики». И хорошо, что спасибо парламенту в то время под руководством Александра Николаевича этот вопрос был принят и рекомендовано было правительству и президенту создать именно вот «Дороги Арктики». И сегодня благодаря деятельности вот этого дорожного хозяйства осуществляется альтернативный завоз грузов в зимнее время, потому что мы знаем, что по северу, я извиняюсь, плавают, значит, по рекам консервные банки, ржавые, значит, и в любой момент может получиться срыв. И в связи с этим я хотел внести одно предложение. Сегодня в России парадоксально нет понятия автозимника. В связи с этим необходимо, а мы об этом говорили здесь в свое время с Игорем Иннокентьевичем, он совещание, значит, собирал в марте месяце, как раз перед пандемией, но вот потом это дело затухло. Надо это дело продолжить, разработать законопроект и выйти с инициативой Госдумы Российской Федерации во внесении изменений и дополнений Федерального закона об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации в части включения понятия сезонные автомобильные дороги в арктической зоне, которым отнести автозимники как элемент дорожной сети, установление их правового статуса, определение нормативов обустройства, содержания, эксплуатации и, самое главное, порядок выделения финансовых средств из федерального бюджета. Сегодня из федерального бюджета практически деньги не выделяются. Время. Дальше рекомендовать правительству оптимизировать, вот сегодня совершенно правильно говорят, структуру, сократить количество участников Северного завода. И мое мнение как раз совпадает с мнением Матвея Николаевича в передаче полномочий общего руководства и координации как раз, значит, по назначению Министерства по делам Арктики и народов Севера. Дальше правительству разработать научное обоснование рекомендаций по ускорению ледостава и созданию сети автозимников продленного действия с использованием экстремально низких температур наших и региональных атмосферного воздуха. Данный вопрос напрямую касается Министерства транспорта и дорожного хозяйства, заказчиков, всех подрядных организаций и в первую очередь казенное предприятие «Дороги Арктики», которое занимается автозимниками протяженностью 6000 километров, которые устраиваются в основном по бесчисленным водоемам. Искусственное наращивание толщины ледовых зимников может продлить перевозку грузов автотранспортом до 5,5 месяца за зимний сезон вместо 4 обычно, как всегда вот сегодня делается. А это, вы сами понимаете, дополнительные десятки тысяч грузов, крайне необходимых для севера. Вот, в основном вот эти вот, значит, предложения и многие, ну, некоторые вопросы, то, что вот я наметил для своего выступления, они отражены, значит, в проекте решения, и надо будет, значит, естественно, я прошу утвердить. Мы вас благодарим. Спасибо. Ваши предложения мы получили и в рекомендациях включили, и дополнительно то, что вы говорили, обязательно, по зимникам особенно, да? Так, спасибо большое, Иван Иванович.
Слово предоставляется Захаровой Александре Гаврилевне. Захаров Александр Гаврилович, глава Тюметинского и Венкийского национального наследия, Булунский район. Пожалуйста, Каймылыр. Здравствуйте, уважаемая Елена Христофоровна, Виктор Николаевич, Михаил Викторович. Я подготовил информацию по снабжению продуктами питания населения села Таймылыр. Администрация сельское поселение Тюметинский национальный и Венкийский наследие Булунского района села Таймылыр. Население более 800 человек. Снабжается социально значимыми продуктами питания через АО «Якутоптор». Перечень основных продуктов СЗП, 12 перечней. Так, дальше. Доставляется наземным транспортом автозимний. Анализ поставки заявок СЗП в 2019 году составил 60 тонн, а на 2020 году 39 тонн. Почему 39? У нас с 2019 года был остаток, поэтому заявка была на 39 тонн. Так, 17 ноября у нас в продаже закончились крупа манная, рис, гречка, чай заварочный, молоко сухое, молоко сгущенное. Остаток продуктов на 8 декабря 2020 года. Мука 4 тонны 850, сахар 2 тонны 600, масло растительное 360 бутылок, макаронные изделия 1 тонна 215, чай пакетированный 1174 коробок. Остальными продуктами население снабжается через индивидуальных предпринимателей. В связи с пандемией наши предприниматели не успели закупить достаточное количество продуктов в городе Якутске до закрытия зимника. В данное время в продаже не имеются дрожжи, кондитерские изделия, детское питание, молоко сгущенное, молоко сухое, масло сливочное, маргарин. В 2019 году было выделено и выполнено 2 авиарейса «Зеленый рейс». В 2020 году, вот 17 декабря у нас было доставлено зеленым рейсом 1,5 тонны. Яся 15 мест, картофель 816 килограммов, лук 281 килограмм, детское питание пюре 360 штук. Предложение. Распределено по семьям. У нас получается 290 семей. На одну семью 3 килограмма картошки, 1 килограмм лука, 15 штук яиц. Так, можно еще, да? Говорите. В 70-е, 80-е годы население села Таймылыр, Тюмети, Усть-Оленек, поселок Таймылыр снабжалось продуктами питания, хозтоварами, водным транспортом. 70-е, 80-е годы. Тогда был холбос. Имелось 2 склада, один холодный, один теплый. Это 60-го года постройки. У нас сейчас дизтопливо, котельная работает газоконденсатом, и дизтопливо уже дизельное, да? Они завозят водным транспортом. А вот почему продукты, вот, как 60-е, 80-е годы водным транспортом, да, завоз. И предложение расширить ассортимент СЗП для арктических районов, предусмотреть выделение финансовых средств на дополнительное выполнение «Зеленый борт» в количестве 2 авиарейсов, так как один авиарейс не удовлетворяет потребность жителей села Таймылыр. Все, да? Ну, у меня все. Спасибо. Так, это вопрос по обеспечению финансированием СТИКСи до вас, кто транспортные расходы на себя берет. Вы сами возите, да? Деньги предусмотрены на это? Ну вот видите. Ну ладно, спасибо. Дальше идем. Слово предоставляется Томской Тамаре Дмитриевне, главе, Барагонский наслед Булунского района. Тамара Дмитриевна.
Томская? Нету, да? Так, ну тогда на место нее мы попросим Татьяну. Нет ее? Руку поднимите, пожалуйста, Тамара Дмитриевна, если вы здесь. Мы не видим вас. Так, она должна быть, да? Ну, ее нет. Ну, ладно. Примерно такого... Так, Татьяна Асаева, Татьяна Николаевна, ее, значит, предложение озвучит. Добрый день, уважаемые депутаты, Виктор Николаевич, Елена Христофоровна, Михаил Викторович, коллеги. Сейчас очень большое внимание оказывается арктической зоне, и наша совместная задача, чтобы человек в Арктике жил достойно, пользовался всеми благами цивилизации. На заседании комиссии Общественной палаты, на пленарном заседании мы постоянно рассматривали вопросы обеспечения продовольствием арктических районов. Вопросы некоторые решены, но есть проблемы. Сегодня, значит, на сегодня зеленые рейсы полетели в ТМЛР, в НАМы. Но теперь проблема стала сейчас в авиации. Не хватает социально значимых пассажирских авиарейсов. То есть, если вертолет повез зеленый груз, значит, естественно, остаются пассажиры. Или, значит, возникает, если санрейс, то опять же, значит, пассажиры остаются, и зеленый рейс остается. То есть вот эту вот проблему, значит, об увеличении количества социально значимых пассажирских авиарейсов необходимо нам решать. Далее, значит, сокращены на сегодня почему-то авиарейсы Тикси-Якутск. Полярные авиалинии у нас не летают. Раньше они летали по вторникам и пятницам, сейчас только летает Якутия. Тоже без объяснения причин. Благодаря нашим предпринимателям, вот как действительно Виктор Николаевич сказал, что действительно после развала Советского Союза наши предприниматели действительно обеспечивают население продовольственными товарами. Благодаря им мы сейчас, ну, более-менее, как говорится, существуем. И предложение, значит, действительно необходимо Министерству предпринимательства и туризма рассмотреть вопрос об оказании и поддержке наших предпринимателей арктической зоны, занимающихся завозом продовольствия. То есть какие-то, ну, поддержка должна быть. Следующее предложение. Правительству Республики Саха-Якутия необходимо, я думаю, что выйти с предложением Министерства обороны Российской Федерации об открытии военторга в поселке Тикси. Виктор Николаевич знает, да, Виктор Николаевич? Сейчас у нас увеличивается количество военнослужащих, дислокация, значит, будет еще больше увеличиваться, и поэтому военторг, значит, в Тикси-3, он необходим. Да, палочка-выручалочка. То есть у них всегда завозится военными бортами продовольствие, и если откроется вот этот военторг, будет очень, как говорится, большая помощь. Ну и нам будет, да? Так, и, значит, Министерство обороны тоже, в общем-то, они никогда не отказываются. Мы тут раз, когда было у нас тоже совещание, по организации оздоровления летнего отдыха детей Арктики. Раньше, тоже Виктор Николаевич в курсе, да? Как наступает 1 июня, нас вывозили до августа месяца на море. Централизованно, военными бортами, по 300 ребятишек каждый год. Вот практически, ну, я, как говорится, дитя Советского Союза, в общем, каждый год мы выезжали на оздоровление. Я думаю, вот это тоже надо возобновить. Я думаю, что они не будут, как говорится, отказываться. Вот такие конкретные предложения. Вы у нас боец всегда за общие дела. Очень благодарны за вашу работу. Ну, конечно, эти вопросы, наверное, может быть, нам инициировать на уровне вот вашего совета, да, инициировать вот этот, там, Министерство Дальнего Востока, вопрос, вот, который обсуждаем сегодня, да. Так, дальше слово предоставляется Шпарко Любовь Емельяновне, главе Угольнинский муниципального образования, Угольнинский наслед Верхнеколымского ВУЗа. Пожалуйста.
подключайтесь. Мы сейчас черту подводим по выступлениям, пока это подключает микрофон. Любовь Викторовна. Слышите? Здравствуйте. Подождите, мы сейчас черту подведем. Любовь Викторовна Христофорова, Владимира Абрамова, Якутская Арктика, Раиса Маркова-Булунский, Владимир Чичигинаров, Алексеев Николай Николаевич в конце и Котенко Ирина Владимировна. На этом мы черту подводим. Ага, и председателю комитета. Ага, ну хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Матвей Николаевич. Пожалуйста. Говорим. Здравствуйте, доброе утро, участники расширенного заседания. Я глава Угольницкого наследия Шпарко Любовь Емельяновна, это Верхнеколымский район. Вот. Хочу сказать, что населенный пункт у нас, численность населения 213 человек. Угольная находится 60 километров от районного центра, поселок Зырянка. В общем, я хочу сказать, что наш населенный пункт полностью обеспечен продуктами питания и обеспечивает нас продуктами питания. Это индивидуальные предприниматели. Ну вот, я хочу, чтобы вы внесли в протокол такое пожелание от нашего наследия, от меня лично. Я знаю, что, то есть, в поселке Зырянка работает Якут-Окторг, да, который обеспечивает малообеспеченные и труднонаселенные пункты, малообеспеченное население. Вот. И у нас уже, вы знаете, что цены растут, и появляются малообеспеченные семьи, которым требуются какие-то дополнительные доходы. Есть предложение, чтобы при возможности открыть филиал в каждом населенном пункте, то есть Якут-Окторга, чтобы как глава и администрация мы можем предоставить помещение и взять на себя коммунальные расходы. Для нашего населения, особенно для малоимущих, это будет очень удобно и не будет никаких возникать проблем. Так, все, да, спасибо большое. Предложение обязательно. У нас стенограмма ведется, стенограмму мы обязательно должны разместить. Слово предоставляется Находкину Спасибо. Андрею Михайловичу, пожалуйста, председатель комитета. Уважаемый президиум, уважаемые участники, согласен с коллегой, народным депутатом Матвеем Николаевичем Евсеевым, что по обеспечению населения 13 улусов арктической зоны занимаются многие министерства, предприятия. Вроде бы занимаются все, но цены там высокие, продуктов не хватает. Сегодня мы уже услышали это. Спасибо нашим предпринимателям в лице министра по предпринимательству Ирины Сергеевне, что 90% обеспечивает наши предприниматели. Я уверен, что Минпред поддерживает тех предпринимателей, которые работают денно и ночно в Арктике. Так, вот, как я говорил уже, участников очень много. Еще и предлагается вот, создать дополнительный департамент вот, по данному вопросу. Также специально создано распоряжением главы от 22 июля этого года рабочая группа по обеспечению населения арктической зоны во главе с председателем Колодезниковым Алексеем Засимовичем, заместителем председателя Губаревым Виктором Николаевичем и с многими членами. Вот что сделано вот этой рабочей группой, которая уже создана с 22 июля и работает. Да, наши предложения Комитета по селу и аграрной политике по проекту решения
рекомендовать правительству Республики Саха-Якутия Тарасенко с 2021 года на 2021 год рассмотреть при уточнении государственного бюджета Республики на 2021, плановый 2022-2023 годы вопросы дополнительного финансирования в государственной программе Республики, будь это по сельскому хозяйству или по Арктике, мероприятий по обеспечению сельскохозяйственной продукции по северному завозу и увеличению общего размера финансирования этих мероприятий на предстоящие годы. И на перспективу рассмотреть вопрос об определении Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия единым уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Саха-Якутия по вопросам северного завоза, продукции, товаров в северные арктические районы. Потому что, как мы уже все здесь сказали, заметили, Министерство Арктики специально создано для всех дел решения вопросов Арктики. Спасибо. Спасибо. Матвей Николаевич, пожалуйста, Евсеев, народные депутаты идут. 5 минут. Так, Любовь Викторовна Христофорова, пожалуйста. Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия. Любовь Викторовна Христофорова. Здравствуйте. Спасибо, что дали слово. Большая благодарность нашему комитету Госсобрания за то, что поднимать такие важные темы, жизненно необходимые для наших северян, и что отрадно то, что такое большое количество участников совещания. Но я хочу сказать по зеленым рейсам, который был вопрос, кто ответственен за наследов. Ответ мы все слышали, но в чате все районы пишут, которые участвуют в совещании, о том, что таких полномочий у муниципалитетов нет. Необходимо будет разобраться правительству. Так, значит, и пишут о расширении перечня детским питанием. Это вопрос тоже очень важный для отдаленных наследов. Кроме этого, мы поддерживаем предложение Владимира Ильича о том, что правительству необходимо уделить особое внимание вопросам лекарственного обеспечения наравне с продовольственным обеспечением. Не отдавать это на откуп частным аптекарям, которые как могут, так и возят лекарства. Затем, значит, обеспечение населения питанием – это важный вопрос, показатель качества жизни населения на самом деле. Но сегодня предпринимателям крайне невыгодно работать в наших отдаленных наследях, будь то пекарня, будь то магазинчики. Значит, необходимо правительству продумать вопросы каких-то льгот по налогам, по коммунальным платежам, потому что сейчас пишут, что в селе Нелемное 70 тысяч выставили пекарни маленькой, у которой там обороты всего в день-то несколько сот рублей, наверное. Поэтому это необходимо продумать. Помимо субсидирования предпринимателей, работающих в наших отдаленных наследях, продумать вопросы льготного налогообложения и транспортного, и по коммунальным платежам и так далее. Вот такие у нас предложения. Спасибо. Спасибо, Любовь Викторовна. Действительно, да, хлебопечение – это важный вопрос. Было время, когда мы хотели оставить это государственном попечении. Как говорится, хлеб – это самый главный вопрос. Но в то время министр предпринимательства, и мы решили поднять вопрос именно на уровне муниципальных образований, решить вопросы коммунального платежа. Да? По некоторым районам оно не смогли, потому что повышаются тарифы же на свет. Это очень важный вопрос. Я надеюсь, Ирина Сергеевна здесь присутствует по этому вопросу. Какие-то меры совместно с правительством все-таки примут. Хлебопечение – главный вопрос. Так, дальше. Слово предоставляется Владилене Абрамовне, Якутская Арктика. По 5 минут, товарищи. Вы смотрите, у нас выступающих очень много сейчас. Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Слышно, да? Слышно. Добрый день, уважаемые участники совещания, депутаты Елена Христофоровна.
Ну, я вот хотела немножко выступить по ценам, да, в арктических улусах. Мы проводили мониторинг благодаря Винокурову Ульяне Алексеевне, да, обзванивали по всем улусам, они нам отправляли цены на продукты питания, которые на сегодняшний день стоят в магазинах, да, арктических районов. Но исходя из этого видно, что там цены вообще неподъемные для кармана простого жителя арктических районов, да. Там, мы сами знаем, что зарплата очень маленькая. Вот яйца куриные, допустим, для примера, стоят 75-800 рублей за одну ячейку. Яблоки, бананы, мандарины, там 700-800 рублей за килограмм. Виноград тоже самое, около 1000 рублей. Колбасные стоят 1000-1500 рублей за килограмм. Сыры. Ну, в общем, видно, что цены очень большие, да, и для простого жителя Арктики это как бы больно бьет. Так, отключились. Ну, понятно, да, вот это важный вопрос. Перечень социально значимых продуктов питания, медом, молоком, яйца куриные добавить, детское питание, допустим, нестажен нам стоит здесь в городе Якутске тоже очень дорого, за банку 500-600 рублей. А в арктических районах эта банка стоит около 2000-3000. Так, Владимира Дмитриевна, спасибо вам. Михаила Викторовича Никифорова. Ага. Слышно, да? Слышно, но у вас связь пропадает. Я скажу, вы поднимаете важный вопрос ценообразования. Это мы здесь в документах не подчеркнули, но это мы обязательно дальше будем работать по этому вопросу. Но самое главное, вы увидели, что 10%, да, и 90% это цены, которые подняли наши предприниматели. Да, вот я хотела именно это сказать из доклада. Елена Христофоровна, я минуточку еще скажу. Ага. Из доклада Михаила Викторовича видно, что вы сами видели, да, что социально значимые продукты питания государственными предприятиями 10% всего завозится, а субъектами малого и среднего предпринимательства 90%. Вот я, исходя из этого, считаем, что необходимо предусмотреть в законе конкретную государственную поддержку малому и среднему предпринимательству, работающему в арктической зоне Российской Федерации. Да? Это субсидировать транспортные расходы по завозу продуктов питания в арктические зоны до 70%. Также определить сроки годности продуктов по поясам. И в связи с труднодоступностью и большими расстояниями между населенными пунктами, я считаю, необходимо восстановить работу малой авиации, да? Также возместить поселением транспортные расходы по северному завозу от центра до поселения. Мы об этом говорили сегодня, да. И также, я считаю, вот, очень важно увеличение сроков охоты и рыбалки и охоты для местного населения Арктики, так как это зачастую является единственным источником питания. А территория арктических районов признать территорией традиционного природопользования. Ну вот конкретными вот мерами можем как-то помочь. Спасибо большое. Якутская Арктика по всем вопросам очень активно участвует. Мы мониторинг проводили и по ветуправлениям, так, и по этим продуктам питания проведена с участием нашего уважаемой Винокуровой Ульяны Алексеевны, нашего ученого, которая вот очень активно мониторит все вопросы, не только эти, да, и оленеводство, и климата. Мы очень благодарны ей. Так, дальше слово предоставляется Раисе Марковой, Булунский район. 3 минуты, по 3 минуты, пожалуйста. Решение. Так, так назывались именно. Есть Раиса Маркова, Булунский? Нет ее. Дальше Владимиров. Есть, да? Так. Раиса Маркова, пожалуйста. Да, я здесь. Ага. Слышно, да? Слышно. Предложение. Во-первых, предложение. Я уже повторяться не буду, наверное, да, Владимира Абрамова уже все это сказала, то, что и тема такая у нас именно по арктическим улусам, по продуктам. Знаете, какие цены у нас в улусе, знаете, какие у нас расстояния, поэтому я присоединяюсь к предложениям, какие есть. Алло? Слышно? Говорите. Слышно. Все, спасибо, Ирина Христофоровна. Мое предложение вот такое же, какое было у всех, которые сказали раньше.
Ну все тогда, да, спасибо. Все тогда. Спасибо вам большое за предоставление. Так, Любовь Леонидовна, пожалуйста, Евловская, народный депутат Арктики. Еще раз добрый день, меня слышно? Слышно. Ага. Я хотела бы сказать, что действительно 1/10 часть, это за что отвечает государство, значит, по северному завозу, это очень мизерная цифра. Значит, учитывая, что питание – это безопасность здоровья граждан, а за безопасность здоровья, значит, безопасность здоровья граждан отвечает 100% это государственные функции, поэтому контроль и координацию никто, значит, с государства не снимал и не отменял. Что касается, значит, вот этих вопросов, которые мы сегодня обсудили, это очень актуальные вопросы. И я хотела бы сказать, что по северному завозу тут надо было бы еще и добавить, помимо лекарственных средств, и завоз медицинского оборудования, Елена Христофоровна. Потому что мы сейчас, значит, знаем, что по программе первичной модернизации здравоохранения будут доставлены новые приборы оборудования, но опять же все это распределяется по районным центрам. А нам надо, чтобы ФАПы и врачебные амбулатории тоже были, значит, обеспечены на должном уровне уже тем требованиям, которые должны отвечать в 21 веке. Поэтому в связи с ковидом я тут тоже не согласна как врач, потому что потребление продуктов питания, оно должно быть усилено, особенно в декретированной группе населения, это дети и, значит, старшее поколение. Поэтому нужно здесь определиться с заявками. Тут, наверное, не только один Минсельхоз виноват, значит, и мы не ищем тут виноватых, мы сейчас сегодня ищем пути решения, значит, данного вопроса. Поэтому обвинять друг друга, я думаю, тут не стоит. Поэтому, Михаил Викторович, обратите внимание на заявки, пожалуйста, со стороны глав населенных пунктов, значит, отдаленных, труднодоступных наследов. В должном ли порядке они, значит, в объемах дают эти заявки по потребности населения? Судя по всему, значит, если имеется такой дефицит продуктов, скорее всего, значит, эти заявки снижены по объемам. Поэтому здесь нужна тоже координирующая, значит, и контрольная функция со стороны исполнительных органов власти. Спасибо. Спасибо, Любовь Леонидовна. Слово Владимир Ильич, 3 минуты. Предложение. Владимир Ильич. Он здесь? Ага. Да не, Иван Иванович, я вижу потом, обязательно. Владимир Ильич, пожалуйста. Да, Елена Христофоровна, спасибо. У меня 2 конкретных предложения. Первое, это в решении расширенного заседания комитета прописать первое правительству, рекомендовать правительству разработать механизм завоза жизненно необходимых важнейших лекарственных средств. Это первое. И второе, проработать вопрос. Вот мы сегодня поняли, что 90% товаров, продуктов завозится предпринимателями. И нельзя ли их включить в конкурс по поставщику? Конкурс поставщику. Не надо, мне кажется, создавать там Арктикаторг, представительство и так далее, а просто на конкурсной основе выбрать. Сегодня эти индивидуальные предприниматели, я знаю, самолетом, пароходом, все они доставляют. 90% товаров. И поддержка только нужна. Поэтому вот когда выбор поставщика основного по завозу товаров и грузов первой необходимости, мне кажется, на конкурсной основе их тоже надо подключать обязательно. Спасибо. Так, цены-то подняли предприниматели за 800 рублей килограмм. Ну, они завозят вот без никакой поддержки, они заказывают простую самолеты и так далее. Будет поддержка, тогда у них отработано. И тогда вот и... Наименование социально значимых продуктов, а этот продукт обязательно... В условия прописать, чтобы они там цены установили такие-то и так далее. Специально я держу одно очень... А так дополнительно создавать какие-то и так далее, мне кажется, это неправильно. Иван Иванович, пожалуйста, спасибо. Предложения конкретные. Иван Иванович, включите микрофон. Добрый день, уважаемые коллеги.
Ну, тут в основном все сказано, конечно. Андрей Михайлович абсолютно поддерживаю, Матвей Николаевич поддерживаю. У нас Арктика, и да, вот и я говорил об этом, кому не лень занимается. Вот все-таки министерство создано, министерство должно заниматься. Второй момент. Слепцов Иван Иванович, вот его пример, как МУП работает, его пример как проект, как пилотный проект, надо взять за основу. Как работает человек, как он в этом направлении поставляет на Северный завод. Вот его пример очень хороший пример. Так, насчет военторга тоже согласен. Насчет, вот хотел бы добавить насчет санавиации. У нас очень много санавиации выделяется денег. Если, ну там же спланировать это же возможно. Вот 13 районов, сколько у нас выполняется санавиацией. Обычно санавиация впустую летают, наверное. Ну вот в этом направлении тоже были бы, если бы решения были бы комплексными, да, и санавиация при полете, там, при заказах, при заявках могли бы и поставлять тоже бы продукты в этом направлении. Спасибо, спасибо. Все. Иван Иванович, ну сейчас мы слово предоставляем Котенко Ирине Владимировне, руководителю Союза предпринимателей, кооперативов, человек, которая очень много сделала за эти годы в защиту предпринимательства. И вот мы, значит, специально ее пригласили, чтобы услышать ее мнение. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да. Меня слышно? Слышно, слышно. Спасибо большое. Мы вчера очень плотно поговорили, Елена Христофоровна, с вами на вашем приеме по Северному завозу. И многие вопросы наши были решены там же, на этом приеме. И те вопросы, которые следует решить уже совместно на вашем комитете, я поднимаю повторно. Полностью согласна, Виктор Николаевич, с вашим выступлением. Огромное спасибо и низкий поклон за те проблемы, которые вы сегодня озвучили по Арктике. Поэтому 3 года тому назад была разработана концепция создания институционного центра управления «Северный завод», который разработали ребята в Smart Unit. И до сих пор эта концепция не была внедрена, хотя 3 года она уже ходит по всем кабинетам правительства. Она помогла бы поднять специальную систему мониторинга и координацию работ по Северному заводу. Затем в течение 5 лет, по-моему, мы уже работали с Федором Виктором Николаевичем под понятийным аппаратом «Северный завод». Что это такое, чтобы подкрепить его нормативно-правовой базой? По-моему, до сих пор этот вопрос не решен. Хотелось бы, чтобы как-то продвинуться в этом вопросе. Затем предусмотреть возможность возвращения льгот для предпринимателей, которые работают в Арктике, именно поставкой оптовой торговли по Северному заводу, которые действовали до 2005 года. Затем предусмотреть источники финансирования данного проекта и предусмотреть, я имею в виду по мониторингу, источники, которые бы опережали финансирование завоза продукции. У нас сейчас идет по конечному результату. Затем развитию северных территорий поможет снижение страховых взносов для субъектов малого и микробизнеса, повторюсь, микробизнеса, который локализуется только в районах Крайнего Севера. Могу как член комиссии при Минпреде сказать, что приоритетное направление по субсидиям, программам и кредитам пользуются у нас предприниматели именно Крайнего Севера и Арктики. У них 20 баллов, приоритетный вектор именно помощи, по получению помощи. И насколько я знаю, в этом году им выделили около 40 миллионов. Могу ошибаться, плюс-минус. Но это точно так и есть. По поводу помощи и помощи по Северному заводу. А ведь можно и не помогать в плане дотаций каких-то определенных, а может быть развить нам мини-фирмы. Например, очень хорошо предприниматели пользуются субсидиями Минпреда и разводят кур, мини-фермы и куропатки. Посмотрите, завозить яйцо это дорого и очень накладно. Почему? Потому что срок очень маленькие доставки и очень ограниченные у нас сроки реализации. Поэтому развитие помогло бы и предпринимателям заинтересоваться, остаться на местах Арктики и развивать свой бизнес. Затем, при рассмотрении законопроекта, который будет буквально 24 декабря, убедительная просьба
как зампредседателя Координационного совета при главе республики, его рассмотреть, посмотреть. Принимали полное, активное участие и Министерство экономики, Министерство предпринимательства, а особенно все бизнес-сообщества. И по возможности мы посмотрели, конечно, предусмотрели все и всех, у них низкие будут налоги, низкие ставки базовой доходности по районам Крайнего Севера и Арктики. Но, тем не менее, будет возможность еще каким-то образом включить туда понижающий коэффициент. Это было бы очень хорошо. И особо обратить внимание, если будет создаваться департамент по торговле, по обеспечению именно северного завоза, возможно найти какие-то заводы и комбинаты, которые бы согласились бы выпускать по старым ГОСТам без применения тех условий, но именно детское питание, консервацию овощную и фруктовую по ГОСТам с выходом сроков реализации на 2 года. Сейчас технические условия, которые позволяют сделать срок годности до 6 месяцев, буквально толкают предпринимателей завозить товары на свой страх и риск. Этого делать нельзя. Правильно возмущаются и правильно выносят до нас то, что сроки годности очень низкие, и боимся завозить именно такие детские товары в районы Крайнего Севера. Хочу буквально 30 секунд заострить внимание, что в принципе можно было бы в городе наладить переработку, заморозку, сухую вакуумную заморозку овощей. Посмотрите, у нас Минсельхоз что сделал? Картофель возле города Якутска выращивают в больших объемах, но условия хранения есть не у всех. Почему бы нам не создать цех и не выпустить, не наладить производство вот именно высокого качества заморозки и не поставлять это на север и в районы Крайнего Севера? Великолепное качество, логистика сокращается только с Якутска до севера. У меня все, спасибо. Спасибо, Ирина Владимировна. Очень дельные предложения, интересно было слушать. Так, ну, сейчас мы завершаем и слово предоставляем человеку, который сегодня весь груз по социально значимым 10% обеспечения населения продуктами. Николаю Николаевичу Алексееву. Так, и на этом завершим. Пожалуйста, Николай Николаевич, подключитесь. Добрый день. Слышим. Слышно, да, меня? Ну, 1,5 года я занимаюсь, руковожу этим предприятием, которое объединенное предприятие Тюмада Гроснап и Кутаптор. Ну, о проделанной работе, как бы Михаил Викторович все сказал, я хотел бы остановиться на тех вопросах, которые повысят, на наш взгляд, обеспечение арктических районов. Ну, во-первых, я хотел бы к вам обратиться за помощью в части того, что на сегодняшний день на законодательном уровне отсутствуют нормативы потребления 12 социально значимых товаров. То есть каждый глава чисто интуитивно по наитию делает эту заявку. Если был бы норматив потребления установлен законом, то мы бы за них сами рассчитали, взяли бы среднестатистическое количество населения каждого населенного пункта и сами бы контролировали. Сейчас этот вопрос полностью отдан на откуп опытности глав. Теперь, для того, чтобы расширить перечень в части, допустим, фруктов, овощей, я хотел бы попросить депутатов помочь мне довести до конца ремонт овощехранилища, крупнейшее овощехранилище в республике Саха-Якутия, это 5000. На сегодня предприятие своими силами сделало 50% этих работ. Но чтобы в дальнейшем развивать качество, я прошу вашей помощи. И я может там мелко думаю, но на сегодня, чтобы в рамках тех бюджетов, которые денег есть у нас, наиболее эффективным, исходя из опыта работы в советское время, я считаю, что это строительство торгово-логистических центров по бассейнам рек. Это Индигирка, Белая гора, Яна – это Усть-Куйга, и Колыма – это Зеленый мыс. Там все базисные основы в виде причальных стенок, судовых кранов, все это имеется. Проекты мы разработали,
И этот, на наш взгляд, это есть ключ решения многих задач. Это доставка в навигацию овощей, это сокращение затрат в 2 раза на авиадоставку в рамках имеющихся субсидий за счет сокращения расстояния. Мы сейчас все самолеты гоним с Якутска. При наличии торгово-логистических центров это расстояние сокращается в 2 раза, а количество рейсов, соответственно, тоже увеличивается. Это же, опять же, согласно по требованию закона, эти торгово-логистические центры могли бы стать местами хранения лекарственных препаратов и детского питания. При этом я считаю, что сумма потребностей для строительства, хотя бы для начальных этих 3 торгово-логистических центров, составляет всего лишь 120 миллионов. Помогите, пожалуйста, это осуществить, и мы готовы в кратчайшие сроки это сделать. Подготовительную работу мы уже ведем целый год. То, что касается технического обеспечения автотранспорта, кораблей, торгово-логистических баз, необходимых для осуществления северного завода в части города Якутска, мы это все в течение года сделали. Вот самый ключевой вопрос, может так, в рамках нашей работы, эти 3 торгово-логистических центра. Это 2 раза увеличение самолетов, непрерывное хранение, и это позволит в будущем расширить ассортимент. Если мы на законодательном уровне расширим ассортимент, а не будет мест приемки и хранения, это все сведется полностью к нулю. Все, спасибо большое за понимание. Спасибо. Так, спасибо, Николай Николаевич. Еще хотел вам сказать самую важную вещь, Михаил Викторович слышит как раз. Раз мы занимаемся северным завозом, строительством торгово-логистических центров, и строительство торгово-логистических центров, в свою очередь, связано с программой Минвосток развития. Мы также были у Крутикова, все этот вопрос муссировались, обсуждаются различные варианты, поэтому маленько нам тоже непонятно, когда у нас 1 миллион кураторов. Поэтому хотели бы попросить, в связи с тем, что строительство торгово-логистических центров является на сегодня важнейшей проблемой, то передать нас под ведение Министерства по делам Арктики. И второй вопрос. Раз мы занимаемся завозом в Арктику и все цели и задачи нацелены на полное обеспечение и качество продукта, то у нас есть непрофильные виды деятельности. Я попросил бы депутатов, правительства избавить нас от этой непрофильной деятельности в виде производства детской молочной кухни. Это целая отдельная отрасль, где надо прикладывать 100% силы, чтобы достигнуть успеха, но разрываться на 2 части мы, к сожалению, не можем. Это очень важно для нас. Все, спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Мы это будем дальше работать. На 2 момента я подчеркну, потом Виктор Николаевич вам слово передам. 2 момента. Первое. В этом году при секвестировании бюджета раздела Арктики, то, что Арсений Сергеевич попросил все министерства, чтобы отдельно Арктика была выделена бюджетом, но при кассовом выполнении мы увидели только где-то 40-50%. Остальные министерства именно раздел Арктики убрали в 2020 году. Поэтому вот что я хочу сказать, да? Обратить на это внимание, Михаил Викторович, как заместитель председателя, по всем министерствам, ведомствам раздела Арктики. И то, что в этом году, в 2020 году, мы сняли картошку, поставили 0 по технологиям инновационным оленеводства. Это же все связано с продуктовым обеспечением, занятостью населения. Мы почти по 0 там стоим. И до марта месяца уточнения бюджета точно не будет. Значит, у нас отрыв на 1 год. Мы полностью оставили там это обеспечение строительства объектов, тех же вот этих. Ну ладно. И второе, да, то, что увидели. 90% предпринимателей это завозят продукты. Им большое спасибо. Вообще большое спасибо. Но мы никогда не говорили вот о том, даже это вопроса такого не было, обсуждения даже не было, чтобы предприниматели как-то поддерживали. Значит, сегодня мы в картинке увидели. Цены-то поднимают они из-за транспортных расходов. Поэтому очень серьезный вопрос это, раз предпринимательство, то министерство. В общем, надо создать, как говорится, не это по каждому, да,
Министерство предпринимательства очень серьезно должно отработать этот вопрос. Серьезно. Таким путем мы дальше не можем идти. Остановиться надо и подумать, и принять серьезные и срочные меры. Спасибо, Виктор Николаевич, вам. Может быть, Михаил Викторович, пожалуйста, Так, ну, уважаемые участники расширенного заседания, отрадно, что мы сегодня совместно обсудили, ну, всю проблематику вопросов именно обеспечения продуктами питания СЗПТ именно северно-арктических районах. Есть, конечно, у нас проблемы, которые вы сегодня озвучили из мест муниципальных образований, но при всем при этом считаю, что есть и положительные стороны, которые мы буквально в последнее время, то, что мы делаем, она уже как бы дает уже результаты. На сегодняшний день уже дает результаты в виде снижения цен на местах. Значит, это первое. Второе, значит, я полностью согласен вот с коллегами, то есть с народными депутатами по поводу, значит, курирования Якутторга конкретно Министерством Арктики. Этот вопрос, я еще раз повторяюсь, я этот вопрос уже ставил перед руководством республики уже еще в октябре месяце, поэтому, значит, в этом деле, конечно, наши мнения как бы, значит, совпадают. И вопрос это мы должны, значит, прорабатывать, и в дальнейшем, я думаю, что этот вопрос рано или поздно будет решен. В-третьих, значит, ну, вот те замечания, которые со всех сторон, значит, имеются, очень такие хорошие замечания, в том числе, вот даже Николай Николаевич озвучил по поводу, значит, вот этих нормативов подтверждения, да, Это мастер-класс. Заметьте, да, что там сидят взрослые с таким же удовольствием, с не меньшим удовольствием делают открытки, потому что дома у нас как бы всегда не хватает времени, материалов, откуда взять столько тесьмы и бисера. Кирилл, вот такая у меня открыточка получилась. Это целый подарок, поэтому я еще планирую еще несколько вот выходные посетить. Мы потом получаем какие-то проблемные вопросы. Поэтому большое спасибо, значит, Виктор Николаевич, значит, Елена Христофоровна за это такое совещание. Я думаю, что совместными усилиями мы, значит, улучшим еще, значит, в следующем году еще будет лучше. Надеемся, с каждым годом мы будем улучшать, значит, вот всю эту работу. Значит, нам нужна помощь в части законодательства, нормативных документов, значит, ну и, конечно, то, что вот Николай Николаевич просил, это не надо забывать, мы в первую очередь должны обеспечить ТЛЦ все арктические районы. Это нам даст большой толчок в решении вот всех тех проблем, которые сегодня у нас есть. Спасибо большое. Спасибо. Примем решение проекта. Микрофон. Извиняюсь. Прежде чем мы примем решение проекта, несколько моментов хотелось бы подчеркнуть. Первое. Сейчас главная задача наш разговор донести до всех. Я предлагаю спецвыпуск газеты «Елтумен» развернутый сделать, очень подробный, для того, чтобы, ну, если мы сможем до конца года, вот надо переговорить, значит, с редакцией нашей газеты, если мы сможем в январе, это бы, в декабре, это бы хорошо, но в январе, ну, там же каникулы очень большие, но поговорить, спецвыпуск газеты, которые бы могли рассмотреть у себя в арктических районах. Второй вопрос. Следующее. Организовать реализацию сейчас решений, которые мы примем. А что это значит? Вот председатель комитета Андрей Михайлович, здесь Игорь Иннокентьевич, я думаю, что вы согласитесь рекомендации рассмотреть на своих комитетах уже конкретно по профилю занятий. Вот много говорили о предпринимательстве, много говорили, значит, и о сельском хозяйстве. Рассмотреть. Следующее. Нам составить нужен план мероприятий по реализации вот сегодняшнего разговора и принятых решений. Мы когда готовили этот комитет с вами, то более 100 предложений поступило, 100. И нужно на каждое вообще-то посмотреть, и протокольно они должны у нас прозвучать. Михаил Викторович, вот последний Николай Николаевич вот говорил об молочном заводе, который вообще построен современным оборудованием. Это для города же он обеспечит. Надо рассмотреть вопрос оперативно,
чтобы снять эти для... Они несут расходы несколько десятков миллионов за его содержание, а продукции совсем мало. Ну и да, вот Михаил Викторович здесь просит, чтобы слайды, вот эти, ваш доклад, могли тоже как-то его озвучить. Ну, мы можем ваш доклад и дать в газете, но можем и так предоставить. Ну, слайды мы, давайте, кто сразу оперативно, может сразу переписать слайды, да. Продолжая немножко, значит, следующий вопрос. Принять мероприятие. Вот здесь по реализации нашего, я думаю, и в правительстве, и мы у себя в Госсобрании, совместный план мероприятий по реализации. Я думаю, что его тоже можно в январе закончить и потом обсудить. Вот самые такие основные. Ну, сегодня мы убедились в том, что мы, да, и на апрель месяц, я думаю, что Елена Христофоровна в апреле месяце провести заседание по контролю уже. Это как раз перед навигацией. Перед навигацией пока в апреле уже заслушать нас всех по выполнению тех решений, которые сегодня приняты. Ну, мы убедились в том, что проблемы знаем. Вопрос только в том, чтобы люди вообще-то ждут. Мы сегодняшним разговором взяли на себя дополнительную ответственность. Это без красного словца. И поэтому мы должны оправдать не только наших северян арктических, но и в том числе и нашу республику. Вот так, а сейчас по решению тогда, Елена Христофоровна, ну, проект очень хороший, конкретный. Я думаю, что мы... дадим вам неделю, да, для того, чтобы всем отправим неделю. Маленькая просьба. По работе правительства там проекты неудовлетворительные написали. Нет, мы там написали это недостаточно. Михаил Викторович, изменили формулировку. Недостаточно. Елена Христофоровна, два слова. Во-первых, я прошу все-таки вот по инициированию дополнения изменений законодательства Госдумы по автозимникам включить обязательно, потому что этот вопрос касается не только Арктики, а всей Якутии. 80% дорог у нас автозимники по переправам. Поэтому обязательно я прошу иметь в виду, поскольку я с 2000 года борюсь за это, никто во внимание не берет. Поэтому я вынужден обратиться в представительный орган. Это первое. И второе, Елена Христофоровна, мы сегодня, по-моему, пришли к единому мнению, что единым полномочным будет, значит, это, видимо, Министерство Арктики, но плюс к этому я еще прошу товарищей вернуться к вопросу передачи традиционных отраслей обратно в Министерство Арктики от Минсельхоза. Потому что у нас, я имею в виду, это оленеводство, охота, рыбалка, поскольку парадокс у нас получается, вот недавно, видите, шум поднимали по оптимизации, значит, ветеринарной службы. Ветеринарная служба, значит, без спроса, без согласования, значит, Министерством сельского хозяйства, который занимается оленеводством, значит. Они, значит, передают полномочия, значит, руководству центральным улусам, а это удар, значит, по количественному виде, значит, оленеводства. А если будет сокращаться оленеводство, это большущий национальный вопрос. Это большой удар для малочисленных народов, значит, севера. Вот это суть надо смотреть в этом плане. Поэтому в одних руках я прошу принять предложение обратно вернуть Министерство. У нас сейчас Михаилом Викторовичем и Виктором Николаевичем работает, создана межведомственная комиссия парламента и правительства. Мы должны все это, мы вас включим это в комиссию, Иван Иванович.
чтобы это... Михаил Викторович понимает это. Понимает, Помогите. понимает. Правильно, Очень правильно. хорошо. Сегодня традиционными, Хорошо, что подняли этот вопрос. Спасибо вам большое, Иван. Вы традиционными отраслями, Иван Иванович, в Минсельхозе Все это отдел связано только с два человека занимается. все это продовольственной политикой связано. правильно. Оленеводство, охота. 2 человека с 1 миллиардом рублей. Спасибо, дорогие, за участие, за активное участие. Спасибо, Михаил Викторович. Спасибо всем.